Как объять необъятное и познать безграничное? Очень сложно, но можно хотя бы попытаться. Попытаемся вместе. Жизнь абсолютного большинства людей включает в себя множество самых разных аспектов сексуальности. Наши влечения, реакции, желания, мотивы, влюбленность и страсть, брак и семья – все это так или иначе пересекается с нашей внутренней направленностью, включающей множество сложных понятий, объединенных хорошо известным всем словосочетанием – сексуальная ориентация. Чтобы понять что-то очень объемное, можно разбить это на составные компоненты, от простого к сложному. Так и поступили исследователи. В современной сексологии сексуальную ориентацию рассматривают как сложный комплекс, включающий в себя по меньшей мере 4 основных компонента. Во-первых, самое явное и заметное невооруженным глазом со стороны – это сексуальное поведение. Оно может быть гомосексуальным, включает сексуальные взаимодействия мужчин с мужчинами и женщин с женщинами, гетеросексуальным – женщин с мужчинами, или бисексуальным – и с мужчинами, и женщинами. Во-вторых, это сексуальная идентичность, то, как человек оценивает сам себя – гомо, би или гетеро. В-третьих, это степень сексуального влечения, желание и сексуальная притягательность людей в зависимости от их пола. В некотором смысле наше влечение – это что-то вроде ядра сексуальной ориентации. Отдельно тут можно отметить, что существуют люди, влечение которых вообще не привязано к полу или выполняемой социальной роли человека. То, что сегодня называется пансексуальностью. И, наконец, четвертый компонент – это относительное физиологическое сексуальное возбуждение. Физиологические реакции в ответ на мужские эротические стимулы против женских эротических стимулов. Как несложно догадаться, некоторые компоненты могут быть подвержены влиянию со стороны общества. Ведь стигма, что вешают на негетеросексуальных людей, может запросто повлиять на то, как человек оценит себя или то, о каких формах поведения расскажет в вопросе. Если под страхом смертной казни запретить быть гомосексуалом, как это делают в странах шариата, то меньше людей будут сообщать об идентификации себя как гомосексуала, но их гомосексуальное влечение от этого не исчезнет. Опять гомики со своим парадом в этой гей-ропе. Выбить бы из них всю дурь. Каждого бы лично схватил за шматки и тряхнул бы как следует. Прижал бы к этой мужской груди. Ну не гей я! Действительно, компоненты сексуальной ориентации могут не соответствовать друг другу. Иногда исследователям крайне сложно их оценить. Поэтому в современных работах ученые могут акцентировать внимание на том, что именно в сексуальной ориентации они изучают. Так термин «мужчины, практикующие секс с другими мужчинами» применяется именно к первому из перечисленных компонентов – сексуальному поведению. Ведь многие люди, идентифицирующие себя как гетеросексуальные, могут испытывать наибольшее физиологическое возбуждение от гомосексуальных стимулов и, соответственно, иметь половые контакты именно с другими мужчинами. Бывает и наоборот. Исследователям хорошо известно, что многие подростки, имеющие гомосексуальный опыт, в будущем вполне могут вести себя как гетеро и иметь отношения исключительно с противоположным полом. Так же, как и гомосексуальные контакты в учреждениях закрытого типа, тюрьмах, школах-интернатах или армии вполне могут переходить из обыденности в крайне редкое явление, после того, как человек покидает такое учреждение. К слову, о школах-интернатах забавный факт, отмеченный Игорем Коном, исследователем, социологом и сексологом. Гомосексуальные отношения между воспитанниками различных закрытых учебных заведений были повседневной обыденностью XIX века не только в Западной Европе, но и России. Попытки школьной или корпусной администрации пресекать непотребство реального успеха не имели. Потому отношение было снисходительным. Даже случаи сексуального насилия, например, в Императорском училище правоведения, не находили адекватной реакции среди администрации.
А уж на добровольные связи воспитанников тем более смотрели сквозь пальцы. Такая связь в закрытых учреждениях вовсе не обязательно говорит о гомосексуальной ориентации в целом. Часто она характеризует лишь поведение. И истории известно множество таких случаев, от солдат Александра Македонского до участников Первой мировой. В таких сообществах мужчины очень часто находят утешение в руках друг друга, оставаясь при этом гетеросексуальными с точки зрения своей идентичности. Да, когда мы говорим о человеческой сексуальности, все вокруг становится очень непростым. Очевидно, что самым универсальным и в наименьшей степени зависящим от табу и стигматизации конкретного общества компонентом сексуальной ориентации является влечение, и стоящее рядом возбуждение. Для описания влечения полезно использовать термины андрофилия и гинефилия. Ведь привычные человеку западного общества понятия гомосексуал и гетеросексуал могут быть совсем непривычны для людей другой культуры, которую исследуют антропологи. Андрофилия в этом контексте означает влечение к мужчинам и чертам, считающимся в данном обществе мужскими. Гинефилия, в свою очередь, влечение к женщинам и чертам, принятым за женственные в конкретной культуре. Удобство этих терминов в том, что они совсем не привязаны к полу или гендерной идентичности человека, испытывающего влечение, что бывает крайне полезно для исследователей в поведенческих науках. Особенно ярко необходимость применения этих терминов проявляется, когда антропологи занимаются изучением трансгендеров в незападных культурах. Однако это отдельная обширная тема. Исторически исследования гомосексуальности стали немного проясняться с приходом отца сексологии Альфреда Кинси, который ввел небезызвестную шкалу Кинси, градация от 0 до 6, где 0 – полная гетеросексуальность, а 6 – исключительная гомосексуальность. По сути, это один из первых методов изучения сексуальной идентичности, базирующийся на самоотчетах людей. Учитывая, что это самоотчеты, они не всегда могут быть точными, особенно если человек испытывает противоречия или скрывает свою сексуальную ориентацию. Иной же подход был предложен Куртом Фройндом, изучающим физиологическое сексуальное возбуждение. Это он предложил использовать плетизмографию полового члена во время демонстрации обнаженных мужчин и женщин как средство изучения степени возбуждения. Этот специальный прибор фиксирует изменения в притоке крови к пенису. Несложно представить, что это не самая распространенная практика в исследованиях. Процедура очень интимная, да и для установки плетизмографа нужна помощь техника. Однако такие работы проводят и сегодня. Правда, часто для изучения и лечения секс-преступников. Так, плетизмография полового члена используется даже в судебно-медицинских оценках, например, как инструмент выявления потенциальных растлителей. Кроме этого, плетизмографию используют при изучении нарушений эрекции и возбуждения у мужчин, возможно, в тех случаях, где они пытаются его скрыть. Однако не стоит забывать, что физиологическое возбуждение и сексуальное влечение – это разные вещи, и одно совершенно не обязательно будет отражать другое. Среди женщин также есть подобные методы изучения возбуждения. Вагинальная фотоплетизмография звучит как что-то страшное и непонятное, но этот метод позволяет изучить физиологические изменения через регистрацию усиления кровотока в женских гениталиях при помощи светового потока. Отсюда и приставка «фото» – «свет». Изменения в кровотоке женщин аналогичны таковому у мужчин. Правда, при использовании такого метода у женщин все несколько осложняется тем, что паттерны сексуального возбуждения проявляются несколько иначе, чем у мужчин. Так что вдвойне проблемно говорить о применении фотоплетизмографии для выявления скрытых сексуальных предпочтений женщин. И хоть удобство плетизмографии для исследователей значительно увеличилось с 50-х годов, сегодня существуют иные, более удобные методы изучения компонентов сексуальной ориентации. К ним относятся такие, как измерение времени просмотра, потраченного на изучение фотографий различных мужчин и женщин, с последующей оценкой привлекательности людей на фото. Люди больше смотрят на изображения, которые считают сексуально привлекательными. К слову, этот метод впервые был применен в 1942 году, задолго до появления такого приложения, как Tinder.
Функциональная магнитно-резонансная томография, показывающая реакции различных участков мозга в ответ на эротические изображения с мужчинами и женщинами. Так, по крайней мере среди мужчин с разной сексуальной ориентацией, наблюдаются сильные реакции при демонстрации эротических стимулов с людьми привлекающего их пола при гораздо более слабой реакции на другой пол. Пупиллометрия. Не пугайтесь названия, это всего лишь измерение величины зрачка. Применимо к исследованию сексуальной ориентации расширение зрачка при демонстрации фото и видео с мужчинами и женщинами. Если кратко, величина зрачка хоть и контролируется подкорковыми структурами мозга, однако существуют механизмы сверху вниз, когда корковые структуры более высокого уровня также влияют на размер зрачка. Когда мы эмоционально вовлекаемся или проявляем интерес, задействуем внимание, зрачок также расширяется. Вероятно, это связано с подготовкой глаза к восприятию важной информации. Тест неявной ассоциации или имплицитный ассоциативный тест. Тут участников просят быстро отнести объект к одной из представленных категорий. Например, мужчина – привлекательный, непривлекательный, эротическое изображение – приятное, неприятное и так далее. Исследователи оценивают не только сами ответы, но и время, затраченное на них. Это далеко не все методы исследования сексуальной ориентации человека, но на их примере можно представить, насколько богат арсенал исследователей. Важно отметить, что многие из приведенных методик показывают сильную корреляцию с тем, что люди сами говорят о своей сексуальной ориентации в тех случаях, где у них нет причин скрывать ее. А работая самоотчетами, мы не можем сподвигнуть людей к тому, чтобы они были абсолютно честны. Особенно в тех обществах, где из-за гомофобии многие боятся быть честными даже сами с собой. Технические методы, не связанные с самоотчетами, гораздо более требовательны. Именно поэтому большинство работ по изучению сексуальной ориентации все же базируются на самоотчетах, что потенциально может иметь описанные выше ограничения. Кроме того, иногда не очень понятно, а к какой категории отнести человека? Что делать, если человек заявляет о том, что не испытывает сексуальное влечение вообще? По разным национальным опросам от 0,4 до 3% людей в популяции не испытывают сексуальное влечение к кому-либо. Сегодня такие люди именуют себя асексуалы, а само явление – асексуальностью. До начала 2000-х этот термин вообще очень редко применялся к человеку, однако уже как 2 десятилетия появляются работы, посвященные человеческой асексуальности. Несложно понять, почему асексуальность так долго не попадала в поле зрения исследователей. Многие люди просто не понимают, как можно не испытывать сексуальное влечение. Значительную часть 20 века в сфере исследования секса доминировали квазинаучные представления. Например, те же фрейдистские концепции также отразились на восприятии асексуалов исследователями того времени. Они полагали, что отсутствие сексуального влечения может появляться исключительно в случае проявления травмы, расстройства личности и так далее. Так и первые реакции медиа на сексуальных людей скорее были негативными. Их высмеивали и заявляли, что у последних просто секса нормального не было. Ничего не напоминает? Ой, да у тебя просто мужика нормального не было, вот ты по девкам. О, ты даже не представляешь, насколько ты прав. Не хочешь ко мне? Развитие интернета позволило асексуальным людям взаимодействовать, обмениваться опытом, объединяться в сообщества, что также облегчило задачу сексологам и социологам, изучающим асексуальность. Так что сегодня у нас есть гораздо более точные данные, чем голые умозаключения, базирующиеся на устаревших гипотезах. Так, мы точно знаем, что далеко не во всех случаях отсутствие влечения связано с какими-либо расстройствами в сексуальной или личностной сфере. Ряд работ, особенно ранних, действительно показали большие проблемы сексуальных людей в виде социальной отстраненности и сложностей в общении, что в целом можно охарактеризовать как аутистические черты. Также есть сведения о связи непосредственно сексуальности с расстройствами аутистического спектра. Собственно, учитывая это, неудивительно, что
Ваш покорный слуга до 18 годиков также считал себя асексуальным человеком. Однако такие закономерности были выявлены далеко не для всех асексуалов, и остается открытым вопрос, а, собственно, что есть причина, а что есть следствие? Ведь, по крайней мере, некоторые из симптомов, вроде сложностей в общении, можно легко объяснить стигматизацией и обесчеловечиванием этой группы людей. При опросе студентов об отношении к различным чертам сексуальности человека именно асексуалы получили оценку в виде наименее вероятно обладающей человеческими чертами. Также сообщается о наименьшем желании контактировать с асексуальными людьми. О причинах таких приоритетов можно только догадываться. Знаешь, кажется, у меня есть решение. Заинтригован? И сразу оговорюсь, сегодня мы не переспим. Уже менее заинтригован? Равно ли отсутствие влечения отсутствию непосредственно секса? Вовсе не обязательно. С физиологической точки зрения у асексуалов все в порядке. По крайней мере, генитальные реакции сексуальных женщин не отличаются от таковых у гомо- и гетеросексуальных людей. Асексуалы могут заниматься сексом просто ради удовольствия для себя или партнера, или зачатия ребенка. Более того, некоторые асексуальные люди сообщают о том, что высоко оценивают эстетическую ценность различных художественных произведений, изображающих обнаженных людей. И отсутствие сексуального влечения, направленного на конкретного человека, вовсе не мешает асексуалам, пусть и реже, но мастурбировать. Просто это воспринимается как физиологический акт, не нуждающийся в сексуальных стимулах. Тут главный пункт – это отсутствие сексуального влечения или желания как личностная характеристика. Эти аспекты жизни, привычные большинству людей, просто не волнуют асексуалов. Если честно, я считаю секс отталкивающим. Все эти жидкости и странные звуки. Но моему мозгу и телу это необходимо для функционирования, так что я их подпитываю, когда нужно. И стоит понимать, что данная группа людей, так же как и люди, имеющие сексуальное влечение, достаточно разнообразная. Кого-то могут интересовать романтические переживания, а кто-то не хочет или не может формировать такие привязанности. Чья-то сексуальность – это что-то вроде личностной черты, а у кого-то она связана с тем же аутизмом и так далее. В общем, не стоит думать, будто та или иная категория людей – это абсолютно идентичные клоны. Все мы разные. Вопрос о том, считать ли асексуальность вариантом сексуальной ориентации, является дискуссионным. Однако на основании обзора имеющейся научной литературы ряд авторов говорят о том, что это скорее походит на особую форму сексуальной ориентации, нежели ее отсутствие. Ссылки вы, как обычно, найдете в описании. Вот мы и познакомились с таким непростым, но в то же время касающимся каждого понятием, как сексуальная ориентация. Гетеро. Лесбиянка. Гей, бисексуал. На каком-нибудь из этих слов у вас внутри ничего не дернулось? Не возникло чувство неприязни, отторжения? Если нет, то поздравляю. Ваше равноценное отношение к каждой из этих сексуальных идентичностей совпадает с таковым отношением у международных научных организаций, занятых вопросами здоровья, в том числе и сексуального, у человека. Да, гомо- и бисексуальность стоят в одном ряду с гетеросексуальностью. Они равнозначны. Но так было далеко не всегда. Наиболее документированно историю депатологизации гомосексуальности можно проследить на примере США, где в середине прошлого века гомосексуальных людей едва ли считали за полноценных людей. Состояние науки в то время также значительно отличалось от сегодняшнего. Она в гораздо большей степени была ориентирована на конкретные культурные предустановки общества, нежели опиралась на строгий научный эксперимент. Так, изначально Американская психиатрическая ассоциация придала гомосексуальности статус психического заболевания в своем первом издании диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам 1952 года. Ну и отлично! Тогда наука была настоящей, и не то что сейчас. Пляски под дудку либералов.
Вера в то, что чем древнее наука, тем она трушнее, это, конечно, интересный феномен, но, как мы знаем, научные стандарты в Средневековье были не очень высоки. Да и какая-нибудь драпетомания, диагноз, предложенный в 19 веке для рабов, которые убегали от своих хозяев, излишняя тяга к свободе, видите ли, звучит тоже не очень научно. Разумеется, в действительности рассмотрение гомосексуальности как болезни было связано отчасти с приверженностью тогдашнего общества морали, позаимствованной у церкви, но в гораздо большей степени с доминировавшим после Второй мировой представлением о роли неправильного воспитания, незрелости или ранних травм в формировании ориентации, что постулировалось околофрейдистскими концепциями, а не эмпирическими научными данными. Фрейдизм доминировал тогда в этой области. Работы психоаналитиков, делавших утверждения о лекарствах от неправильной, по их мнению, ориентации, были широко приняты профессиональным сообществом, хотя никогда не проверялись как-либо в экспериментах. Многие предлагали лечение даже самыми бесчеловечными методами: использование проституции ради научения гетеросексуальности, электроды, вживленные в мозг для подкрепления правильного влечения, лоботомия, химические препараты и процедуры вроде терапии отвращения, что больше походит на пытки. Едва ли такие вмешательства можно назвать помощью. К счастью, с 50-х годов начали стремительно накапливаться исследования, не базирующиеся на изначальном ненаучном постулате ненормальности однополого влечения. Сперва Альфред Кинси пошатнул пуританские устои, начав изучение сексуального поведения человека более научными методами, нежели чтение Библии и почитание умозрительных гипотез, дав тем самым толчок к развитию сексологии. Затем Клеланд Форд и ряд других антропологов узнали, что статус гомосексуальности в иных культурах совершенно не обязательно маргинален, и это явление, встречающееся повсеместно. Вскоре подтянулись непосредственно и психологи в лице, например, Эвелин Хукер. Проблема в том, что ранее психиатры и другие клиницисты делали выводы о негетеросексуальных людях, изучая их по искаженным выборкам. Людей набирали среди тех, кто обращается за лечением от своей ориентации или имеющих серьезные проблемы с ментальным здоровьем. Хукер же основывалась на выборке людей в общей популяции, а не клинике, и сравнивала их с гетеросексуалами. Выяснилось, что обычные гомосексуалы не отличаются по своим ментальным характеристикам от гетеросексуальных людей. Разница выражалась лишь в направленности сексуального интереса на свой пол, чего было явно недостаточно для ярлыка патологии. В 60-е открыл уже психиатр Томас Сасс со своей, пусть далеко и не бесспорной, мягко говоря, но заставившей пошевелиться фрейдистов книгой «Миф о психическом заболевании», где ставил под сомнение обоснованность патологизации, в том числе и гомосексуальности. Книга появилась как раз в момент, когда фрейдистские концепции начинали терять популярность, и психиатрия старалась быть более ориентированной на медицину и научный эксперимент. В общем, уже через пару десятилетий такой массированной бомбардировки научными фактами уже сложно было игнорировать накопленные данные, и все острее стоял вопрос: а где провести грань между нормальным и ненормальным? Сперва психиатры массово игнорировали работы, противоречащие психоаналитическим концепциям. Но время шло. Фрейдистские консерваторы сменялись новыми учеными. Оставалось сделать всего один шаг, один маленький толчок к отказу от фрейдистской ортодоксии. Им стало гражданское неповиновение. Во время очередного полицейского рейда на гей-бар полиция начала применять насилие, что привело к массовым акциям протеста в конце 60-х и консолидации ЛГБТ-сообщества. Все это не могло не привлечь внимание Американской психиатрической ассоциации. На собрании APA 1971 года гей-активисты заявили о себе, о том, что ЛГБТ-людей преследует стигма болезни, что для многих психиатров действительно оказалось открытием. В 1972 на встрече выступили уже профильные специалисты, объясняющие свой взгляд на необоснованность патологизации. Все это время в APA происходили и внутренние дискуссии, в частности, в номенклатурном комитете, который и занимается решением о том, что включать или
не включается в список расстройств. Главой подразделения, занятого вопросом гомосексуальности, был Роберт Спицер. Он сравнил гомосексуальность с другими состояниями, определяемыми как расстройства, такими как депрессия и алкогольная зависимость, и сразу увидел, что последнее вызывает выраженный дистресс, состояние страдания, нарушения, в то время как гомосексуальность сама по себе ни с чем подобным не связана. К аналогичным выводам пришли и другие подразделения APA. Последний гвоздь в крышку гроба болезни забил симпозиум 1973 года, где специалистов попросили ответить на вопрос, должна ли гомосексуальность быть в номенклатуре APA. Более 60% проголосовали за исключение, что было невероятным прогрессом для науки религиозно-консервативной Америки 70-х. Фрейдисты были в ярости. Видите, просто гей-лобби надавило на APA. Вот большинство и проголосовало. Да и вообще, что это за наука, где вопросы решаются голосованием? Это что за леволиберальщина? Ну, в 2006 астрономы голосовали за то, является ли Плутон планетой. Делает ли это астрономию леволиберальной? Да я сейчас сам на Плутон улечу! Популярное заблуждение, но на самом деле все психиатры APA не определяли это решение голосованием. Перед ними был поставлен вопрос о том, поддерживают ли они решение профильного органа APA, который на основе анализа имеющихся данных пришел к выводу о необходимости исключения гомосексуальности из списка расстройств. То есть это был типичный научный процесс. Голосование не было решающим в этом отношении. Более того, с самого начала за голосование выступили именно психоаналитики, которые были против решения APA. Они ошибочно полагали, что их большинство, и они смогут задавить научный процесс своим количеством. В действительности, принятие гомосексуальности отражало гораздо более сложную вещь, чем простая депатологизация. По своей сути, это было сопоставление конкурирующих гипотез, объясняющих человеческое поведение и выдвигающих свои модели психики, как и подходы. Гипотеза патологии или незрелости, которая пропагандировалась фрейдистами и была невероятно широко распространена, при этом не имея фактических подтверждений. Например, представителем этого лагеря был психоаналитик Эдмунд Берглер, который писал: «У меня нет предубеждений против гомосексуалов. Для меня это больные люди, которым требуется медицинская помощь. Тем не менее, хотя у меня нет предвзятости, я бы сказал, они по сути своей неприятные люди, независимо от их внешности». Очень научный, непротиворечивый и непредвзятый подход с серьезной доказательной базой, как вы видите. С другой стороны, у нас были ученые, которые ставили главной задачей объективное изучение мира и сбор эмпирических доказательств. На основании полученных свидетельств они рассматривали гомосексуальность как вариант нормы, лишь менее распространенный в популяции, аналогично леворукости или зеленому цвету глаз. Так что люди, утверждающие, что патологизация гомосексуальности правильная, по сути своей отстаивают не просто идею «не гетеро, значит больной», они отстаивают устаревший, не основанный на науке фрейдистский подход к познанию человеческой психики. Иногда сигара – это всего лишь сигара. А иногда это компенсация. Как мы видим на примере APA, это была ожесточенная научная борьба. Подобный процесс происходил и в других профессиональных сообществах по всему миру. У каждой международной или национальной организации был свой путь, отличный от пути APA, но в конце концов все они пришли к одному. Гомосексуальность является нормальной, позитивной вариацией человеческой ориентации. На международном, всемирном уровне это случилось только 17 мая 1990 года, когда Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из международной классификации болезней. Таким образом, сегодня мы имеем уже достаточно давний научный консенсус, построенный на тщательнейшем анализе данных, посвященных человеческой сексуальности. Вы, конечно, можете считать иначе, но
Ни ваша предвзятость, ни чрезмерное чувство собственной важности, возвышающее вас над сотнями профильных организаций и десятилетиями работы ученых, не изменят этого факта. Значит, гей-лобби захватило всю науку! К слову, даже психоаналитическая ассоциация Америки, основанная на принципах фрейдизма, что и заварил всю эту кашу с изначальным ненаучным постулатом «не гетеро значит болезнь», в 2019 году извинилась за годы дезинформации. Давно пора признать и извиниться за нашу роль в дискриминации и травмах, причиненных нашей профессией, и сказать «мы сожалеем». Трудно признать, что кто-то был настолько неправ. Нам жаль. Нам жаль. Нам жаль. А если серьезно, то лучше поздно, чем никогда, даже если они и фрейдисты. Интересно, хватит ли у постсоветских гомофобов смелости на признание своих ошибок? Заговор. Это просто заговор. Сегодня гомосексуальность – это абсолютная норма. Но что же тогда не так? Негетеросексуальные люди в среднем больше, чем гетеро, сообщают о тревожности, нарушении эмоционального состояния, в среднем имеют более низкую самооценку. Они более склонны к злоупотреблению психотропными веществами, мыслям о том, чтобы покончить с жизнью. Так, представители ЛГБТ-сообщества почти в 3 раза более склонны к суицидальному поведению. Неужели гомонегативисты правы? Вот, они патологически больны. Проблема только в том, что вместе с этим негетеросексуалы также подвергаются намного повышенному риску столкнуться как с социальной, так и юридической дискриминацией, оскорблениями, физическим насилием. Их чаще выгоняют из дома в подростковом возрасте. Они даже имеют повышенный риск подвергнуться сексуальному надругательству. Вы не видите связи? Нет. К счастью, ученые не слепы. Несмотря на достижения последних десятилетий в области принятия и включения в общественную жизнь негетеросексуалов в наиболее развитых странах, сегодня по-прежнему остаются нерешенными целый ряд проблем, связанных с общественным отношением и в ряде стран системой здравоохранения. Сюда включают общественную стигму, вплоть до физического насилия и вербальных домогательств, дискриминацию при приеме на работу, предвзятость в образовательных учреждениях. В общем, это затрагивает все важные сферы жизни, включая и такую, казалось бы, на первый взгляд лояльную ко всем, у кого есть деньги, как свадебная индустрия, даже там, где разрешены однополые браки. И, как вы понимаете, сейчас я говорю о гораздо менее очевидных проблемах, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества. В странах бывшего Союза дела с этим обстоят намного хуже. Влияние таких вещей на здоровье описывается благодаря модели стресса меньшинств. Тот факт, что сексуальные меньшинства сталкиваются с огромным давлением в большинстве сфер жизни, как и то, что это давление связано с состоянием хронического стресса, очень хорошо документированы. Стресс меньшинств описывает то, как общественная стигма связана непосредственно со стрессом в стигматизированных группах, что в свою очередь влияет на здоровье. Примечательно и то, что даже если человек скрывает свою сексуальную ориентацию, то это все равно будет вести к повышенному стрессу, не связанному с прямой предвзятостью общества. Скрытый статус наносит ущерб психическому здоровью через постоянную повышенную бдительность, чувство стыда, беспокойства, впечатлений, которое должен производить человек. Все это очень сильные и повторяющиеся стрессовые факторы. И, как мы знаем сегодня, состояние хронического или повторяющегося стресса связано далеко не только с ментальными проблемами, вроде депрессии, но и косвенно влияет на возникновение расстройств,
связанных с заболеваниями сердца, желудочно-кишечного тракта, обмена веществ и вещами вроде нарушения сна, что предсказуемо ведет к еще большему стрессу. Вообще, есть неплохая книга известного нейроэндокринолога Роберта Сапольски, которая почему-то в русском издании переведена как «Психология стресса». В ней и описываются все эти сложные и завораживающие механизмы реакции нашего тела на стресс и то, какими путями это может привести к ухудшению состояния нашего здоровья. В общем, рекомендую к прочтению. Стресс точно влияет на состояние здоровья людей, а в условиях, когда человек относится к стигматизированной группе, но при этом его семья не разделяет этот стигматизированный статус, ведь большинство семей гетеросексуальны, мы сталкиваемся с дополнительными проблемами. Невозможность поделиться опытом, переживаниями, натянутые отношения дома – все это дополнительные стрессовые факторы. В более широком смысле такая стигма связана с системой убеждений, постулирующей превосходство гетеросексуальности над любой другой сексуальной ориентацией. То, что называется сексуальные предрассудки. Они приводят и к такому интересному явлению, как амнистический гетеросексизм. Убеждение, что предрассудки в отношении негетеросексуалов не являются серьезной проблемой, и ЛГБТ-люди в современном обществе вообще не сталкиваются со стигмой и дискриминацией. О, убили очередного гея. Ну, тоже мне новость. Сколько каждый день людей убивают. Да и вообще, незачем было гулять с такой-то внешностью по такому району. На танцпол популярного в Петербурге гей-клуба Виталия Милонова пропустили не сразу. Фейс-контроль не прошел, а вместе с ним и дресс-код. Ну куда его куртка и кепка? Да они охренели! Уже в открытую притесняют натуралов! Подобное убеждение об отсутствии стигмы негетеросексуальных людей является своего рода формой рационализации. Оно позволяет снять с себя чувство ответственности за невмешательство в издевательство над человеком по признаку сексуальной ориентации и связано с классическим заблуждением «вера в справедливый мир». Сами виноваты, что подверглись насилию. Так что, если услышите нечто подобное, можете пожалеть человека, живущего в розовых очках, и посоветовать ему узнать больше об этой проблеме. Таким образом, исследователи, социологи и психологи рассматривают стигму как причину неравенства в здоровье не только представителей ЛГБТ, но и других уязвимых групп. Помимо прямого давления общества, диспропорцию в здоровье можно объяснить с привлечением теории фундаментальных причин, которая описывается в одном предложении как «здоровье и ресурсы пропорциональны социальному статусу». Иначе говоря, люди, имеющие больше ресурсов в своем распоряжении, реже будут страдать от предотвратимых болезней и лучше будут контролировать свои хронические заболевания, благодаря доступу к современному и качественному медицинскому обслуживанию, нежели те, у кого ресурсов на это меньше. Такой механизм работает по принципу обратной связи. Дискриминация в сфере трудоустройства и образования и, как следствие, более низкий социально-экономический статус ведет к худшему состоянию здоровья по фундаментальным причинам. Все негетеросексуальные люди, геи, лесбиянки, бисексуалы и даже асексуальные люди подвергаются воздействию описанного здесь негативного опыта, столкновения с предрассудками и дискриминацией. Потенциальные психологические симптомы являются вторичными, то есть следствием не их негетеросексуальности, а предвзятого отношения самого общества. Иногда такое внешнее негативное отношение к негетеросексуальности перетекает во внутреннее. Когда мы растем в определенной социальной среде, мы невольно принимаем ее нормы, зачастую не задумываясь об их обоснованности или полезности. То, что называется интернализованная гомофобия. Ей страдают и сами гомосексуалы. Вопрос в том, как вылечить общество от этих предрассудков. Эффективными показали себя стратегии, предусматривающие, с одной стороны, образовательные программы о природе сексуальной ориентации для персонала, например, в школах, университетах и крупных компаниях, а с другой стороны, поддержка гражданской активности, направленной на помощь негетеросексуальным людям в принятии себя. Вроде клубов под названием «Союз геев и гетеросексуалов».
Разумеется, эффективными показали себя и стратегии, предусматривающие введение антидискриминационного законодательства. Но подобные вещи – это роскошь развитых стран, где ценят права человека. Мы вынуждены жить в другой реальности. Реальности, где человек, утверждающий, что он глава страны, позволяет себе многократно высказываться о том, что все население этой страны не переносит иных проявлений сексуальности, кроме как гетеросексуальных. Нормальный образ жизни надо вести. Мы его не приемлем. А вы этим самым показываете, что вы отходите от христианских ценностей. Ладно, женщинам лесбиянство я прощаю, но голубизну мужикам никогда в жизни. Лучше быть диктатором, чем голубым, конечно. Реальности, где чудовищно некомпетентные люди принимают и оправдывают бесчеловечные законы, ударяющие не только по положению ЛГБТ-людей, но и образовательным инициативам. На мой взгляд, это генетическое отклонение. Понимаете, это не на мой взгляд, это на взгляд медиков. Реальности, где силовики вламываются в дома людей и, среди прочего, изымают особо опасные брошюры. Литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности. Реальности, где человека увольняют с работы с формулировкой «за аморальный проступок», просто потому что влечение человека предположительно направлено на свой пол. Все, что мы можем делать, это просвещать друзей и знакомых, проявлять гражданскую активность. А вот чего нельзя делать ни в коем случае, это плодить еще больше ненависти. Ну и сами подумайте. Стигматизация людей, имеющих большую склонность к суициду из-за предвзятого отношения общества, то есть самой стигматизации, это не только неспособность отличить причину от следствия, это банально бесчеловечно. Коллеги, у нас проблема. Одна из социальных групп в нашем обществе предрасположена к суициду и саморазрушающему поведению. Нужно это прекратить. Ваше предложение? Давайте будем клеймить их. Может, введем законы, которые еще больше ограничат их права? Ну или снимем видео, где напомним, что им нельзя усыновлять детей. Может, просто перестанем издеваться и поможем другим их принять? А сколько в мире вообще людей, что до сих пор страдают от предрассудков и дискриминации из-за своей негетеросексуальности? На самом деле это не такой простой вопрос. Мы уже знаем, что сексуальная ориентация – это достаточно сложная характеристика, и ее не так-то просто измерять. Оценки распространенности гомосексуальности могут варьировать в зависимости от того, какой критерий ориентации мы выбираем. Идентичность, поведение, возбуждение или влечение. Также оценки людьми собственной сексуальной идентичности или поведения могут меняться в течение жизни или в зависимости от того, как сформулирован вопрос. Так, вопрос «Был ли у вас гомосексуальный опыт?» и вопрос «Был ли у вас подобный опыт в течение последнего года?» будут давать совершенно разные оценки, и это также стоит учитывать. Но и стоит понимать, что ранние исследования проводились в обществах, где люди не очень-то охотно рассказывали о своих негетеросексуальных предпочтениях. Да и сегодня гомосексуальность все еще подвергается социальной стигме, даже в тех странах, которые так обожают демонизировать госпропагандиста. Только не подумайте, что мы тут свои фобии культивируем. Мы просто следим за заморскими культурными трендами. И это не говоря про то, что негетеросексуальное поведение по-прежнему остается незаконным и строго карается в большей части Африки, Ближнего Востока, Карибского бассейна, Океании и многих частях Азии. Поэтому многие люди будут скрывать сведения о своих влечениях, идентичности и поведении. Все это в совокупности как раз и объясняет разницу результатов различных работ и большой разброс оценок распространенности гомосексуальности. Сегодня, основываясь на объединенном анализе самоотчетов людей, считают, что порядка 3,5-4% относят себя к гомо- и бисексуалам, хотя при этом от 7 до 10% имели хотя бы единичный гомосексуальный опыт, возможно, не связанный непосредственно с сексом в течение своей жизни. Однако, учитывая изложенные выше ограничения, есть основания полагать, что такие оценки занижены.
Так, при опросе лично люди менее охотно сообщают сведения о своем гомосексуальном опыте, чем при опросе онлайн. Вероятно, большая анонимность и меньшая ориентированность на социальное мнение связаны с раскрытием более деликатной информации. Такой феномен был обнаружен, например, в Великобритании. Возможно, чем более предвзято общество относится к гомосексуалам, тем большая разница будет при опросах онлайн и офлайн. Ведь для США 90-х и Польши 2000-х разница в оценках в зависимости от метода опроса оказалась очень серьезной. Минимум в 2 раза больше людей сообщили о своем гомосексуальном опыте при опросе с использованием компьютера, а не человека. Причем этот эффект наблюдался при прочих равных демографических характеристиках, так что стигматизация негетеросексуальных людей мешает не только их жизни, но даже оценить их количество. Интересно, а сколько людей, имеющих гомосексуальный опыт, смотрит это видео? Можете отметиться в комментариях плюсом, ну или поставить дизлайк. Будет любопытно посчитать. Как мы видим, количество людей, имеющих гомосексуальный опыт, превышает количество людей с зеленым цветом глаз. Но мы же не считаем зеленоглазость патологией. Аналогично, у нас нет абсолютно никаких оснований считать расстройством негетеросексуальность, которая, как мы знаем, благодаря развитию науки, сама по себе не связана с дистрессом. К сожалению, общественную стигму не так просто излечить при помощи научных данных, и огромное количество людей продолжает страдать. В любом случае, независимо от количества негетеросексуалов, их ориентация совершенно нормальна. Нормальная ориентация? Нормальная? Да их едва 10% набирается. Какая нахрен это норма? Но есть же нормальное распределение. Я нормально ненавидел теорию вероятности, и геев буду ненавидеть. Да как можно считать нормальным то, что приведет к вымиранию человечества, а не ошибки? Их быть не должно. О да, гомофобы очень любят спекулировать на эту тему, игнорируя выводы международных организаций, занятых вопросами здоровья человека, и выдвигая какие-то свои очень странные определения нормы, бесконечно далекие от таковых у профильных институтов. Все это походит на то, как в конце 90-х бывшая советская психиатрия из своего изоляционизма переходила на международные рельсы. Несмотря на переход на международную классификацию болезней, перестройка была не мгновенной. Какое-то время психиатры продолжали пользоваться руководством под названием «Модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств», где был пункт «Расстройство сексуального предпочтения». Среди прочего, там было такое определение. Расстройство сексуального предпочтения означает всякое отклонение от нормы в сексуальном поведении, независимо от его проявлений и характера, степени выраженности и этиологических факторов. Это понятие включает как расстройство в смысле отклонения от социальных норм, так и норм медицинских. Забавно, ведь, как заметил Игорь Кон, согласно данному определению и мастурбация является расстройством, не говоря об абсурдности упоминания неких социальных норм в медицинском руководстве. Так, в Древней Руси позиция «женщина сверху» приравнивалась к содомии. Выходит ли, что пары, практикующие наездницу, больны? А тот факт, что РПЦ выступает против орального секса, означает ли, что людей, отклоняющихся от миссионерской позиции, нужно лечить? Вряд ли большинство гомонегативистов так считает. Их ненависть направлена, как правило, на геев, которых называют ошибками Бога, эволюции, природы и так далее. Мысль о противоестественности – это очень интересная штука. Интересная с точки зрения психологии, ведь на ее примере можно разобрать типичные логические ошибки и познакомиться с научными данными по этому интересному вопросу. Ошибка природы. Грех против естества. Вырожденец. Это, конечно, все равно всегда биологическая ошибка. Да вы просто извращенцы. Это просто ошибка, это патология. Вас быть не должно. Вряд ли подобные послания были адресованы вам, если вы гетеро.
Но открытые гомосексуальные люди почти наверняка сталкивались с этим хотя бы в интернете. Такие оскорбления можно обобщить как заявление о неестественности гомосексуальности. Вот только само слово «неестественность» слишком уж размытое, ведь можно выделить как минимум 3 интерпретации понятия «естественно», «неестественно» по отношению к ориентации. Во-первых, это философская интерпретация. Вписывается ли гомосексуальность в некие законы природы? Ведь если человек верит в какой-то план для всего сущего, то в нем предусмотрена роль для всего, что есть в природе. А иначе это противоестественная бяка. Эволюция создала нас вот двуполыми, и мы как бы предназначены жить как минимум парочками. Однако такая постановка вопроса лишает возможности ответить на него научно и является скорее следствием натуралистической ошибки. Мысли, будто все естественное – это хорошо. Стоит ли говорить, что это далеко не так, и используя неестественные лекарства от естественных возбудителей болезней, вы уж точно не делаете человеку плохо. Во-вторых, это более научная интерпретация. Встречается ли гомосексуальность в природе и как она проявляет себя в разных человеческих культурах? И, наконец, третья, возникающая из предыдущего вопроса интерпретация, возникла ли человеческая гомосексуальность в ходе эволюции? И последние 2 понимания естественности задают нам вопросы, на которые наука имеет ответы. О них и поговорим. Говоря о гомосексуальности у других животных, я напоминаю, что человек не протист, не растение, не бактерия и не гриб. Человек — это животное. Стоит иметь в виду, что сексуальная ориентация, как явление, включающее в себя поведение, влечение, возбуждение и идентичность, была описана лишь для человека. Это то, что является частью модели такого непростого компонента нашей психики — сексуальности. Соответственно, нельзя сказать, что у других животных есть человеческая сексуальная ориентация. В этом смысле среди прочих живых существ не существует гомосексуальной ориентации, равно как и не существует гетеросексуальной, просто потому что сами эти понятия предназначены для человека. Однако это не значит, что отдельных компонентов сексуальной ориентации у других животных нет. Мы можем точно описать, к примеру, сексуальное поведение. В общем-то, практически каждый раз, когда говорят о гомосексуальных животных, имеют в виду именно гомосексуальное поведение. Потому что само собой разумеется, что мы не можем собрать, например, данные об идентичности животного. И в отношении однополых сексуальных контактов исследователи, занимающиеся поведением других животных, однозначно заявляют: человек не уникален. Сексуальное поведение животных, включающее в себя однополое генитальное возбуждение, стимуляцию и оргазм, фиксировалось этологами 1000 раз в самых разных популяциях животных. От наших ближайших эволюционных родственников, других приматов, японских макак, горных горилл, карликовых шимпанзе и хвостатых макак, до млекопитающих, которых эволюция вообще выкинула обратно в воду, афалинов. Правда, у дельфинов такие контакты регистрируются не так часто, что связано со сложностями наблюдения. Причем, вопреки утверждениям людей, кричащих мантру «против природы» и «неестественно», такие проявления гомосексуального поведения животных фиксируются и в условиях свободного выгула, то есть содержания в совершенно привычной для животного среде, и в условиях, когда хватает возможностей вступить в гетеросексуальный контакт. Однако животное предпочитает гомосексуальный. Самки японских макак, предпочитающие других самок, вообще вынуждены конкурировать с самцами за них. Но подобное поведение раскрывает лишь сексуальную сторону. Есть еще и социальное, так называемые социосексуальные проявления гомосексуальности. Как, например, у самок бонобо. Генитальные контакты могут предшествовать обмену пищей, или среди самцов-павианов. Гомосексуальные контакты являются залогом успешно сформированного альянса. Ну вот чем не спартанцы? Кроме этого, на примере самцов домашних овец мы можем наиболее точно и документированно сказать, что от 6 до 10% баранов предпочитают ухаживать за другими баранами, но никогда не за овцами, если им предоставляют такой выбор. Разумеется, при наблюдении за животными возникают свои сложности, но, несмотря на это, накопленных данных с лихвой хватает на опровержение тезиса о неестественности гомосексуальных проявлений, ведь мы их непосредственно наблюдаем.
Гомосексуальность неспроста называют эволюционным парадоксом. Благодаря близнецовым исследованиям мы знаем, что однополое влечение как минимум имеет наследственный компонент. И в то же время гомосексуальность вызывает предсказуемую тенденцию к снижению репродуктивного успеха, что с эволюционной точки зрения удивительно. Как может наследоваться и сохраняться то, что приводит к уменьшению количества потомков? Выходит, что должна существовать причина, по которой гомосексуальное поведение осталось в природе. Оно должно приносить репродуктивную выгоду. Но как? Этот парадокс может быть объяснен, если мы привлечем две эволюционные модели. Во-первых, гипотеза родственного отбора. Суть в том, что влечение мужчин к другим мужчинам сохраняется, поскольку наличие таких мужчин среди близких родственников способствует большему репродуктивному успеху. Иначе говоря, гомосексуальные люди помогают своим родственникам, что ведет к большим шансам оставить потомство у последних. В свою очередь, гипотеза сексуально-антагонистических генов утверждает, что гены, которые связаны с влечением к мужчинам, работают на репродуктивный успех плохо лишь в том случае, если они попадают, собственно, к мужчинам. В случае же, когда такие гены оказываются у женщины, это приводит к увеличению ее репродуктивного успеха. Разумеется, есть и другие гипотезы, объясняющие эволюцию гомосексуальности, вплоть до тех предположений, где выдвигается идея о несущественном давлении отбора на такой признак, как однополое влечение. Однако работ, посвященных им, меньше, и они редко изучаются непосредственно на человеке. Для родственного отбора и антагонистичных генов такие работы есть. Конкретно для сексуальной ориентации самые сильные свидетельства родственного отбора базируются на исследованиях так называемых фафофин – трансгендерных андрофильных мужчин, живущих в Самоа. Фафофины действительно проявляют огромную готовность заботиться о своих племянниках. Однако в западных культурах, где были исследованы не трансгендерные, то есть цисгендерные гомосексуалы, такой связи не нашли. Исследователи полагают, что, вероятно, это связано с тем, что повышенная доброжелательность к родственникам не проявляется, если мужская андрофилия, то есть влечение мужчин к мужским чертам, не принимает трансгендерную форму. Стоит также отметить, что в 2017 году была опубликована огромная работа, в которой рассматривалось отношение к гомосексуальности среди женщин в 58 странах. Оказалось, что чем выше потребность матери в заботе о собственном потомстве, тем лучше ее отношение к гомосексуалам, что в свою очередь связано с тем, какую поддержку они могут получить от гомосексуальных родственников. Таким вот хитрым образом у нас появились косвенные подтверждения родственного отбора и для западных обществ. Антагонистические гены, напротив, имеют прямые, самые сильные подтверждения именно для западных культур, где хорошо изучены родственники гомосексуальных мужчин. Матери и тети андрофильных мужчин неоднократно демонстрировали повышенную плодовитость по сравнению с теми, у кого не было гомосексуальных мужчин в родственниках. А что касается незападных обществ, то, увы, таких работ очень мало. Примечательно также и то, что антагонистичные гены имеют свои подтверждения и на животных моделях. Разумеется, обе эти эволюционные модели не являются взаимоисключающими, и как другие, менее популярные, они могут работать вместе. Это, по крайней мере, частично объясняет мужскую андрофилию и задает направление, в котором должны быть сосредоточены дальнейшие исследования по эволюции гомосексуальности. Также важно понимать, что большинство таких работ базируется на данных о мужской андрофилии, влечению мужчин к чертам и признакам, считающимся мужскими в данной культуре. К сожалению, эволюция женской генефилии, то есть сексуальному влечению женщин, направленному на черты и характеристики, считающиеся в данной культуре женскими, на сегодняшний момент изучена недостаточно. Так что мы знаем, куда нам двигаться. К слову, если немного отойти непосредственно от человека, то некоторые исследователи вообще поднимают вопрос, а с чего мы взяли, что любое сексуальное поведение должно быть направлено на репродукцию, то есть заведение потомства. Представление о том, что у всех разнополых живых существ изначально существовало только разнополое сексуальное поведение, возникшее в самых разных таксонах, проистекает из интуитивно понятного мировоззрения, которое рассматривает как норму лишь гетеросексуальность, эдакий естественный порядок вещей.
Такое гетеронормативное мировоззрение рассматривает гомосексуальность как недавно возникшее отклонение, существование которого непременно должно быть объяснено и оправдано. Но в действительности модели, полагающие, что гомосексуальное поведение будет значительно снижать репродуктивный успех, базируются на предположении, что самцы с исключительным влечением к самкам всегда будут иметь повышенные шансы на заведение потомства. Однако часто это не так. Конкуренция между самками, порядок спаривания, возраст партнера, качество и количество половых клеток, поведение самок после копуляции – все это играет очень важную роль, а в том, собственно, будет ли репродуктивный успех. Многие виды также демонстрируют половой акт без цели размножения или иные формы нерепродуктивного поведения, от мастурбации до спаривания с неодушевленными предметами, что также множество раз наблюдалось среди других животных. Но почему-то гомонегативисты не ставят своей жизненной целью искоренить мастурбацию. Иначе говоря, у нас есть объективный факт. Сексуальное поведение вполне себе может быть избыточным, и если какой-нибудь вид проявляет повышенную избирательность, следуя моделям исключительно репродуктивного сексуального поведения, то его репродуктивный успех может вообще снизиться из-за упущенных возможностей. Такие размышления заставили эволюционных биологов выдвинуть альтернативную гипотезу. Суть в том, что сексуальное поведение, направленное преимущественно на противоположный пол, могло возникнуть лишь как вторичное, производное, развившееся лишь тогда, когда у конкретного вида уже возникли вторичные половые признаки, облегчающие идентификацию партнеров. Иначе говоря, возможно, вместо вопроса, почему однополое сексуальное поведение возникло и как оно сохраняется, несмотря на очевидный репродуктивный провал, стоит задавать вопрос, а действительно ли очевидный репродуктивный провал так очевиден? Развитие систем распознавания партнера для спаривания и сексуального поведения, направленного исключительно на репродукцию, может также иметь упущенную репродуктивную выгоду, в то время как стратегия избыточного сексуального поведения вполне может иметь высокую вероятность на репродуктивный успех при достаточно низких затратах. Такая вот интересная гипотеза, касающаяся эволюции. На этом поле однозначно предстоит еще очень много работы, но любой из этих взглядов признает, что однополое сексуальное поведение в природе – обычный наблюдаемый факт. Так и каннибализм оправдать можно. Люди не животные. У человека есть этика и эстетика, о которой гомофилы, по-видимому, не слышали. Мы умнее и сложнее любой сраной макаки! Что касается существования гомосексуальных людей в разных культурах и разные времена, то тут единственные данные, что у нас есть, это исследования антропологов и историков. Они не сравнятся по своей точности с результатами современных работ. Ну и проблематично получить современные репрезентативные опросы от людей, живших пару тысячелетий назад, или от людей, живущих в культуре, где тебя могут убить за твою сексуальную ориентацию. Однако, несмотря на ограничения таких данных историков, они согласуются с тем, что гомосексуальное влечение – это естественный спутник человеческого общества с ветхозаветных времен до киберпанка. Так, у нас есть изображения гомосексуальных контактов как людей, так и других животных, датированные каменным веком. У нас есть погребения мужчин вместе с предметами быта и другими археологическими артефактами, характерными для женщин. У нас есть народное древнеегипетское повествование об отношениях между фараоном Неферкара Пиопи II и военачальником, находящимся в его распоряжении, как и другие произведения, касающиеся как реальных людей, так и мифов с гомоэротическим, мягко говоря, подтекстом. Про гомосексуальность в Древней Греции и говорить нечего. От Сапфо, поэтессы с острова с нарицательным названием Лесбос, описывающей любовь между женщинами, до гомосоциального образа жизни, что был так распространен в Древней Греции. Ну и мемы с тем, какие отношения были между настоящими мужиками из Спарты, я думаю, видели все. Иначе говоря, однополое влечение – это предсказуемое и надежно повторяющееся явление в большинстве человеческих культур.
Исторические и межкультурные данные четко указывают на то, что в любом обществе с достаточно большим количеством людей так или иначе возникает своего рода субкультура, объединяющая гомосексуальных представителей этого общества. Такие вещи, как минимум, указывают на то, что такой компонент гомосексуальной ориентации, как влечение, появился у нас очень давно. Его существование не привязано к конкретной культуре, в то время как другие составляющие гомосексуальности, вроде идентичности или поведения, гораздо более подвержены изменениям в обществе. Как я и говорил в части про изучение сексуальной ориентации, вы можете запугать гомосексуальных людей, и они не будут публично идентифицировать себя как гомосексуалы, но их гомосексуальное влечение от этого никуда не пропадет. Так, несмотря на заявление, например, главы Ирана о том, что в их стране нет геев, равно как и заявление других политиков-гомофобов. У нас нет какой-то сексуализм, как ты сказал. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Гомосексуальные люди в этих культурах находятся и подвергаются преследованию, запугиванию, бесчеловечному отношению, пыткам. Это то, чего не должно существовать ни в одной стране мира, претендующей на звание цивилизованной, но оно существует в 21 веке. Меня пытали 2 недели. Током там, дубинкой. И они подсоединили мне провода на мизинце, залили мне в рукав моей куртки воду и начали крутить такую ручку маленькую, которая чем сильнее крутишь, тем сильнее бьет током. Девушку, которую поставили в такую ситуацию, что либо она соглашается на сексуальную связь со своим родственником в обмен на молчание ее гомосексуальной ориентации, либо ее просто тихо, незаметно уберут. Крысу ложили на спину, кастрюлю ложили вверх и нагревали эту кастрюлю, а крыса в этой кастрюле, всю спинку. Эти крики, стоны, мольбы о пощаде там... Вообще, тот факт, что гомосексуальные люди существуют даже в культурах с подобным варварством, как нельзя лучше иллюстрирует бессильность некой пропаганды сексуальной ориентации. Даже под страхом смерти сексуальное влечение человека остается неизменным. Какая уж тут пропаганда. Жизнь кажется пресной и однообразной, а разочарование за разочарованием в противоположном поле, усталость от непонимания партнеров. Наша терапия поможет гетеросексуалам избавиться от их образа жизни. Гетеросексуальная система ценностей устарела. Она не позволяет жить полноценной жизнью людям, желающим сделать свой выбор. Через нас прошли сотни гетеросексуалов, и их суть трансформировалась в нечто прекрасное. Измени себя уже сегодня, стань полноценным человеком. С коррекцией гетеросексуальности это теперь возможно. Это можно описать одним словом – восхитительно. Теперь мои отношения насыщенные и разнообразные. Я и представить не мог, что у людей могут быть настолько сильные чувства. То, как я переживаю это новое влечение, это просто вау. Возможны противопоказания и побочные эффекты в виде общественной стигмы, непонимания родных и близких, увольнения с работы, привлечения по статьям вплоть до смертной казни, штрафа, урезания прав, иные формы дискриминации, избиения на улице, отказ от медицинского обслуживания, убийства на почве ненависти. Опять свою педерастию пропагандируют. Хотят, чтобы наша нация вымерла. Во-первых, очень странные опасения людей за воспроизводство других людей сами по себе выглядят чудно и описываются как авторитарный натализм, ну или, как я говорю, социальное скотоводство. Чтобы наглядно проиллюстрировать, что ничем хорошим подобный подход не заканчивается, можно взять в пример сталинский СССР и нацистскую Германию, которые помимо запрета гомосексуальности хотели контролировать рождаемость через запрет абортов. Об этом на канале Smash есть отдельное видео, можете перейти по подсказке. Помимо политических причин, такие мысли продиктованы идеей, будто гениталии были созданы исключительно для воспроизводства, что попросту не соответствует действительности. Ведь, как мы уже знаем, нерепродуктивное сексуальное поведение характерно для многих видов, а не только человека. Ну и в таком случае последовательным гомофобам необходимо выступать за запрет мастурбации, контрацепции и других непотребств, а не только гомосексуального поведения.
И, наконец, гомосексуальные люди вовсе не обязательно бесплодны и могут заводить детей, в то время как среди гетеросексуальных пар встречаются люди с бесплодием, и их миллионы. По оценкам, около 5% пар сталкиваются с этой проблемой. Значит ли это, что они какие-то неправильные люди и к ним нужно относиться иначе? Да, конечно, нет. А во-вторых, мысль, будто некая эфемерная пропаганда ЛГБТ способна привить человеку определенное сексуальное влечение, как будто сексуальная ориентация — это идеология. Может, поэтому неграмотные люди называют гомосексуальность гомосексуализмом, наряду с каким-нибудь коммунизмом или национализмом. В общем, такая идея в корне своем неверна. Да и если вы говорите о возможности пропаганды ориентации, то почему, несмотря на то, что мы живем в мире просто переполненном гетеросексуальной пропагандой, гомосексуалы никуда не исчезают? Вообще мысль о том, что пропаганда ориентации используется некими группами, представляющими что-то вроде тайного правительства или элит, восходит к различным сторонникам теории заговора, называющих распространение гомосексуальности методом контроля рождаемости, наряду с чипированием через прививки. Риторика об уменьшении численности наций через привитие гомосексуальности частенько проскальзывает у ультраправых политиков, традиционалистов и прочих, кто нуждается в обосновании ненависти или законов против ЛГБТ. Но действительно ли сексуальная ориентация — это то, что определяется социальным влиянием? С появлением, сын мой, скоро случится твое рождение. Не пугайся, осталась одна последняя деталь. Раз уж у тебя есть свобода воли, то тебе нужно выбрать свою сексуальную ориентацию. У каждой есть свои плюсы и свои минусы. Вот гетеросексуальность. Партнеров хватает, церковь и общество не осуждают. В общем, все шансы попасть в рай. По крайней мере, отец мой так считает. Есть и для экстремалов бисексуальность. С партнерами проблем не будет при любом раскладе, но ошибешься с полом и будешь в засаде. Рай за оградой, такова будет твоя награда. И если ты совсем отчаянный, гомосексуальность на реке желаемой. Партнеров мало, общество ненавидит. В рай разве что на экскурсию. В чем тогда смысл выбирать последнее? Понимаешь, просто мой отец очень любит отправлять свои детища на страдания. Такое вот его очарование. Вообще, вопрос о том, насколько человек сознательно может определять свои возбуждения, влечения, поведение на них основанное и идентичность, звучит, немного странновато. Вам так не кажется? Любое человеческое поведение имеет свои причины, своего рода научная детерминированность. Это когда мы пытаемся учесть все факторы, что и привели к тому или иному действию со стороны человека, определили его поведение. Так что ответ на вопрос о выборе как о независимом принятии решения – нет. Люди не могут выбирать свою сексуальную ориентацию, ибо на любое человеческое действие есть свои причины. В случае с выбором своего сексуального поведения и идентичности, причины – это влечение и способность к физиологическому возбуждению. Да и сами подумайте, как вообще можно выбрать свои чувства? Человек может делать то, что он желает, но он не может желать. Что ему желать? Как сказал однажды кто-то вроде бы не глупый. В чем же тогда смысл полемики вокруг выбора? В оправдании ненависти и дискриминационных законов. Так, даже надоевшая всем защита детей от пропаганды гомосексуализма подразумевает, что на сексуальное влечение человека можно влиять этой самой пропагандой. Но что о формировании сексуальной ориентации мы знаем на самом деле? В обсуждении природы сексуальности люди часто используют такие термины, как биологический, естественный, природный, противопоставляя им средовой, приобретенный, внешний и так далее.
В действительности, противопоставление таких терминов – это то, что скорее путает, чем проясняет ситуацию. Так, говоря о биологическом, стоит понимать, что любое поведение требует участия тела и мозга, а значит, оно по определению биологическое. Более конкретным будет вопрос о том, в какой степени конкретный признак может зависеть от среды, а в какой его проявление определяется наследственностью. Но и тут все не так просто. Так что поговорим об этом, когда я высплюсь. Для каждой исследуемой группы наследуемость признака можно попытаться оценить через коэффициент наследуемости, где 0 означает, что признак можно объяснить лишь через факторы окружающей среды, а единица, что значение в формировании признака имеют лишь гены. Это статистическая характеристика, удобно вычисляемая на исследованиях близнецов. Однояйцевые близнецы имеют практически идентичные гены, а дизиготные лишь половину совпадающих последовательностей нуклеотидов. Сравнивая черты моно- и дизиготных близнецов, исследователи могут рассчитать наследуемость. Разумеется, в реальном мире нет черт, которые бы имели коэффициент наследуемости 0, то есть зависели бы только от среды. По крайней мере, в исследованиях, опубликованных за последние 50 лет, таких признаков не нашли. И несложно догадаться, что такой коэффициент сложновато применить к сексуальной ориентации в целом. Как минимум 4 сложных психоповеденческих компонента, проявляющихся в течение жизни, это не то, что можно упростить до нуля или единицы. Так что стоит понимать, что исследования сексуальной ориентации с привлечением близнецов имеют серьезные ограничения, начиная от методов учета измеряемой характеристики, а для сексуальной ориентации это самоотчеты, и заканчивая сложностью в поиске, собственно, исследуемых. Однако, те данные, что мы имеем, однозначно указывают, сексуальная ориентация имеет генетический компонент. Однояйцевые близнецы гораздо чаще имеют одинаковую сексуальную ориентацию, нежели дизиготные. Если попытаться рассчитать коэффициент наследуемости, то он окажется около 0,32, что объясняет около трети вариаций признака в популяции генетическими различиями. Но еще раз, такие данные имеют серьезные ограничения. Из-за того, что они строятся на самоотчетах, есть основания полагать, что некоторые сообщения будут являться ложными. Более того, даже в большом реестре близнецов будет недостаточно гомосексуалов для того, чтобы делать точные выводы. Так, близнецовые исследования таких редких явлений, как шизофрения, увенчались успехом только потому, что некоторые страны ведут тщательный учет близнецов с подобными чертами, что позволяет собрать достаточную выборку. Когда же мы говорим о сексуальной ориентации, подобных массовых реестров у нас просто нет. Да и сама наследуемость – это статистическая характеристика. Не стоит путать и смешивать в кучу такие термины, как генетический, врожденный и средовой. Когда мы говорим про негенетические средовые влияния, мы имеем в виду совсем не только социальную среду или воспитание. Так, условия, в которых вы развивались еще в утробе матери, относятся к средовым, среда внутриутробного развития. И такие условия могут быть разными даже у монозиготных близнецов, фактически естественных клонов. Разное количество питательных веществ, гормонов и иные факторы приводят к тому, что уже при рождении монозиготные близнецы могут сильно различаться даже по своему весу. Это ассоциировано в будущем с различиями в работе эндокринной системы, в том числе и возрастом наступления полового созревания, как и метаболизмом стероидных гормонов. В самых крайних случаях один монозиготный близнец вообще может родиться с серьезным пороком развития, в то время как другой будет без этого дефекта, несмотря на одинаковые гены. И это будет связано отнюдь не с социальной средой, как могли бы подумать люди, плохо знакомые с термином «наследуемость». Поэтому нет ничего удивительного в том, что монозиготные близнецы будут иметь огромное количество разных черт, начиная от папиллярных линий и заканчивая, казалось бы, такими невероятно сильно зависящими от наследственности характеристиками, как рост. Коэффициент наследуемости для роста варьирует в разных человеческих популяциях, но его среднее значение во взрослом возрасте приближается к 0,8.
И на этом примере очень удобно объяснить, что коэффициент наследуемости для роста в 0,8 не означает, что 80% вашего роста обусловлено генами. На самом деле, коэффициент в 0,8 означает, что 80% вариаций в росте определенной группы людей может быть объяснено статистически вариациями в ДНК этих людей. Не конкретный человек, а популяция. Популяция со строго определенными условиями. И все это без учета пренатальных факторов развития. Коэффициент их не включает. При изменении условий будут меняться и наши оценки наследуемости. Мы не можем полностью отделить генетическое влияние на развитие признака от средового, потому что они работают вместе. Условно, независимо от того, насколько крепкую структуру костей унаследовал человек, у него все равно будет рахит, если условия окружающей среды в раннем детстве препятствуют получению достаточного количества витамина D. У низких родителей может быть высокий ребенок, если родители страдали от плохой медицины и недоедания, а их ребенок нет. Так что наследуемость может меняться в зависимости от условий. Гены и среда работают вместе. Любые признаки формируются из этого сочетания. Часто именно внутриутробная среда ответственна за включение или изменение активности тех или иных генов, что называется эпигенетической наследственностью. Так что все очень непросто. В подобных вещах и состоит главное ограничение при изучении сексуальной ориентации на примере близнецов. Даже они не одинаковые на 100%, несмотря на одинаковые гены. И все же мы можем представить себе гипотетический эксперимент, в котором исследователи, игнорируя научную этику, пошли бы на антигуманный шаг, чтобы узнать, решающую роль играет воспитание или все же врожденные характеристики. Просто мысли вслух, это злая наука. Суть нашего гипотетического опыта в следующем. Берем самых обыкновенных новорожденных мальчиков и хирургически превращаем их гениталии во внешне неотличимые женские. У них не наступит пубертат, и, в общем-то, внешне их едва ли можно будет отличить от девушек. После данной процедуры отдаем этих в прошлом мальчиков приемным родителям, а те, в свою очередь, воспитывают их как девочек. Если предположение о том, что наше сексуальное влечение, что-то вроде ядра сексуальной ориентации, формируется социальной средой и воспитанием верное, то мы будем ожидать, что эти девочки будут проявлять сексуальный интерес именно к мальчикам. Ведь всю свою жизнь они воспитывались и росли как девочки. Если же такое предположение о роли социальной среды неверное, то, вопреки нашим ожиданиям, эти девочки будут испытывать влечение к девочкам. Ведь помимо генов они подверглись и иным факторам, влияющим на развитие их мозга по мужскому типу, еще во время нахождения в утробе матери. Ужас этого гипотетического эксперимента заключается в том, что он был непреднамеренно проведен и документирован. В Америке второй половины 20 века существовала такая хирургическая практика, когда мальчиков с деформированными или хирургически поврежденными пенисами переделывали в девочек, потому как считали, что во взрослой жизни так они будут более счастливы. Сегодня, к счастью, доминирует другой взгляд на переназначение пола при рождении. В ряде случаев деформация гениталий мальчиков не была связана с гормональными или иными изменениями во время внутриутробного развития. То есть некоторые из таких пациентов прошли через пренатальные гормональные факторы, типичные для мальчиков, и только после этого их переназначили в девочек. Одна из проблем исследований переназначенных людей состоит в том, что, как правило, оценивают их гендерную идентичность и роль, то есть самовосприятие своей социальной роли и ощущение своего пола, а не сексуальную ориентацию. А это совершенно разные категории. Однако в некоторых работах, где были учтены люди, точно развившиеся как мальчики, но только затем переназначенные в девочек, все же было проанализировано и сексуальное влечение таких людей. Таких примеров немного, но они есть, и результаты поражают своей последовательностью. Собственно, посмотрите сами.
Во всех из известных нам случаев влечение было исключительно или преимущественно направленным на женщин, то есть генифильным. Ни один из известных нам примеров такого хирургического и социального переназначения фактически с рождения не закончился тем, что человек изменил свое сексуальное влечение. Если учесть, что по оценкам среди женщин исключительно строгую гомосексуальность проявляет чуть больше 1%, то именно такого же результата по влечению, направленному на женщин, мы должны были бы ожидать от наших назначенных девочек. В том случае, если бы воспитание и окружение определяло их сексуальную ориентацию. С учетом этого, вероятность того, что у всех 7 известных нам случаев такого переназначения проявилась бы генифилия, при условии, что социальная среда определяет ориентацию. Примерно 39 из 2 квадриллионов. Или вот это число. Не очень-то правдоподобно, правда? Таким образом, предположение об исключительном влиянии воспитания на сексуальную ориентацию несостоятельно. Из этих случаев следует, что гетеросексуальность остается, даже если изменить гениталии и растить как девочку. У нас нет оснований считать, что мы можем проиграть это в обратную сторону и изменить гомосексуальную ориентацию подобными психосоциальными средствами после рождения. И это не говоря про антигуманность такой попытки изменения. Разумеется, мы должны помнить, что это квазиэксперимент, его не проводили намеренно, и нельзя слишком серьезно воспринимать такие данные. Подобного настоящего эксперимента никто, к счастью, не проведет, это просто неэтично. И в реальном мире нельзя отделять среду от генов, природа так не работает. Все формируется из этого сочетания. Но согласитесь, крайне любопытно, что даже столь радикальная попытка изменения, в том числе сексуального влечения, не дала ожидаемых результатов. Все это подчеркивает важность пренатальных факторов в определении сексуальной ориентации. Но если наследственность, наши гены, не объясняет все в наших предпочтениях, как мы убедились ранее, а предположение о главенствующей роли воспитания не имеет доказательств, то что еще играет роль в формировании сексуального влечения? У ученых есть пара ответов. Помимо генов, различия в сексуальной ориентации ищут также и в гормонах. Вообще, гормональное влияние – это одна из самых влиятельных гипотез, описывающих причины формирования той или иной сексуальной ориентации. В этом контексте роль гормонов рассматривают как организующую, то есть берут именно гормональные воздействия во время внутриутробного развития. В более широком определении такая организационная или по-другому классическая теория половой дифференциации млекопитающих рассматривает те же пренатальные, то есть воздействующие до нашего рождения факторы, которые формируют тело, как типичное для мужчин или для женщин, как формирующие мозг для работы в мужском или женском организме. А как знают постоянные зрители моего канала, в природе все всегда чуточку сложнее, чем черное и белое. Как пол человека не всегда укладывается в платоновский идеал мужчины и женщины, прямым подтверждением чему являются интерсекс-люди, об этом есть отдельное видео на канале Smash. Также и типичные структуры мозга, участвующие в половом поведении, не всегда будут сугубо генифильными для мужчин и андрофильными для женщин. Организационная гипотеза как раз и объясняет особенности формирования тела и мозга под действием гормональных пренатальных факторов. Она имеет подтверждение для всех исследованных видов млекопитающих. И хоть сегодня не представляется возможным напрямую подтвердить ее для человека, ну, сами понимаете, что неэтично проводить такие эксперименты на людях. Но нет оснований полагать, что сексуально-диморфные особенности мозга у людей формируются каким-то принципиально иным механизмом, нежели у других млекопитающих. Так, наличие или отсутствие определенных факторов развития, как правило, связанных с Y-хромосомой, вызывает формирование тканей яичка, что ведет к выработке андрогенов и их влиянию, в том числе на организацию мозга, что в зрелом возрасте с большей вероятностью вызовет типичное для мужчин сексуальное поведение.
Аналогично и отсутствие таких факторов в более зрелом возрасте с большей вероятностью будет ассоциировано с типично женским сексуальным поведением. Но мы помним, что далеко не всегда даже то, как будет выглядеть тело человека, определяет его генетический пол. Странно было бы думать, что сексуальная ориентация людей будет зависеть лишь от второй половой хромосомы. Повторюсь, эксперименты с влиянием различных пренатальных факторов на будущие личностные характеристики на людях не проводят. Нельзя взять беременную женщину и изменить ее эндокринную систему для того, чтобы посмотреть, а что же у нас получится, если вы, конечно, не Йозеф Менгеле. Однако человек появился не по чьей-то воле, и у природы нет какого-то божественного плана создания по идеальному платоновскому образу и подобию. Случается так, что во время внутриутробного развития плод подвергается воздействию атипичных уровней половых гормонов, например, при врожденной гиперплазии надпочечников. Генетическая, то есть с 2 иксами девочка, может получить нетипично большую дозу андрогенов. Во взрослой жизни такие интерсекс-люди с полом, определенным акушерами при рождении как женский, гораздо чаще заявляют о своей гомо- или бисексуальной идентичности, нежели женщины, не испытывавшие атипичного уровня андрогенов во время своего внутриутробного развития. То же самое наблюдается и для гораздо большей распространенности негетеросексуального влечения и поведения. Так что как минимум для некоторых женщин андрогены до рождения оказывают влияние на будущие предпочтения. Аналогично и для генетических интерсекс-мальчиков, то есть мальчиков, большей части которых, несмотря на наличие Y-половой хромосомы, акушеры назначили женский пол при рождении. Оказывается, что если особенности интерсекс человека не были связаны с нарушением пренатального воздействия андрогенов, то он или она с гораздо большей вероятностью сообщит о своем влечении к женщинам. А если же во время внутриутробного развития вообще не было воздействия андрогенов, то никто из таких интерсекс-людей не сообщил о влечении к женщинам, несмотря на XY в своем геноме. Это не говоря про иные особенности психосексуального развития. Разумеется, в такой сложной вещи, как сексуальная ориентация, играют роль не одни андрогены. Тут может оказывать свое влияние и разница во времени воздействия разных гормонов на разных стадиях внутриутробного развития, а также разная чувствительность к этим гормонам у разных плодов. Все это едва ли позволяет предсказать со стопроцентной вероятностью будущие сексуальные предпочтения человека. В биологической науке вообще оперируют вероятностями, и нельзя на основании одного лишь фактора в таком сложном явлении делать точные прогнозы. Нельзя, посмотрев на пару кирпичей будущего здания, сказать о количестве запланированных этажей. Но с каждым годом мы получаем все больше кирпичиков в свое распоряжение. Возможно, когда-нибудь нам удастся сосчитать их все и точно определить план строения. Взглянем еще на пару таких кирпичиков. Очень красивый пример очередного негенетического фактора выражается в эффекте старших братьев. Его суть в том, что у гомосексуалов в среднем больше старших братьев, чем у гетеросексуальных мужчин, что технически, опять же, является средовым фактором наличия или отсутствия брата. Но, разумеется, как и прочее, это связано с внутриутробным развитием, материнским иммунным ответом на белок, связанный с Y-хромосомой, нейролегин 4Y связанный. Он участвует в формировании мозга. Когда женщина вынашивает плод, имеющий среди половых хромосом Y, ее тело реагирует на некоторые белки, закодированные в генах этой хромосомы, как на что-то чужеродное, что-то, что нужно нейтрализовать. Ведь это что-то не встречается в организме матери. Плазматические клетки могут продуцировать такие антитела в течение длительного времени. Поэтому с каждой новой беременностью, генетическим мальчиком, разумеется, количество антител к белкам Y-хромосомы будет возрастать и сохраняться в теле женщины. Исследователи установили, что самая маленькая концентрация антител к нейролегину Y наблюдается у женщин, вообще не имеющих сыновей. После них идут женщины с гетеросексуальными сыновьями, и только после них женщины, чьи дети мужского пола гомосексуальны.
Причем это наиболее высокая концентрация антител у матерей и сыновей геев со старшими братьями недалеко отстает от концентрации у матерей и сыновей геев без старших братьев. Исследователи отметили, что повышенное количество антител при отсутствии старших братьев может быть следствием естественно прерванной беременности ранее, выкидыша, который женщина может даже не заметить. Таким образом, эффект старших братьев мы наблюдаем из-за того, что антитела связываются с этим Y-ассоциированным белком и изменяют его роль в типичной половой дифференциации мозга, как бы препятствуя маскулинизации половых диморфных структур. Именно поэтому такое явление наблюдается, когда мы говорим о сексуальной ориентации мужчин, но не женщин. Очень интересный эффект иммунного ответа на всего один белок. Удивительно, сколько еще факторов может повлиять на наше развитие. Все становится еще более запутанным, если учесть, что пути влияния на сексуальную ориентацию через гормоны и гены могут быть как переплетены, так и независимые. К примеру, гены могут оказывать влияние на формирование сексуальных предпочтений через гормональные пути, но в то же время гормоны могут влиять на это независимо от генов. То есть данные о наследственности не могут быть свидетельством гормонального влияния. Подчеркну еще раз, что тут очень важно следить за терминами. Генетический и врожденный – это не одно и то же. Генетический компонент лишь один из факторов, включенных в термин «врожденный», гораздо более объемное и сложное понятие. Помимо генов и гормонального влияния на различные ткани во время внутриутробного развития, сюда можно отнести и другие пренатальные воздействия на плод. От специфических белков и материнских антител до питания и каких-нибудь вирусов. Таких вещей очень много, и для понимания всех понадобился бы отдельный курс эмбриологии и генетики. Для нас сейчас главное понимать, что все очень непросто. Разумеется, сегодня нам кое-что известно и о конкретных нейробиологических различиях гомо- и гетеросексуальных людей. Например, третье интерстициальное ядро переднего гипоталамуса, которое мы будем называть половым ядром. Это структура, представляющая собой хорошо узнаваемую совокупность нейронов в строго определенном месте мозга, обычно в 2-3 раза больше у мужчин, чем у женщин. Разница наблюдается в синаптической архитектуре и прочей нейроанатомии, однако у мужчин-гомосексуалов это ядро меньше, чем у гетеросексуалов. Оно занимает промежуточное положение по размеру между половым ядром гетеросексуальных мужчин и гетеросексуальных женщин. К слову, впервые эта разница была обнаружена Саймоном Лавеем, нейробиологом, сегодня преподающим в Стэнфорде науки о сексуальности человека. Это была первая работа, показавшая различия в мозге в зависимости от сексуальной ориентации. Представляете, какой ажиотаж она вызвала? Впоследствии, когда результаты этого исследования воспроизводили, появились уточнения. Оказалось, что разница в размере этого ядра между гомо- и гетеросексуалами объясняется более высокой плотностью упаковки нейронов у гомосексуальных мужчин. То есть количество клеток тоже, но размер при этом меньше из-за различий в нейроархитектуре. Похоже, что такие различия обусловлены именно организационными пренатальными эффектами, ведь подобный диморфизм полового ядра был обнаружен в гомологичных структурах большинства исследованных млекопитающих. Различия в строении в зависимости от ориентации были обнаружены и в такой структуре, как супрахиазматическое ядро гипоталамуса, которое оказалось больше у гомосексуальных мужчин. Также была обнаружена и разница в количестве серого вещества в разных структурах мозга. Исследователи описали такие различия, как более мужской структурный образец у гомосексуальных женщин. Однако значение этих различий в формировании сексуального поведения, предпочтений и идентичности человека – это то, что полнее раскроется в будущих исследованиях, которых, ввиду сложностей, связанных с получением исследуемого материала, ждать нам не скоро.
Сами видите, все очень непросто. Даже с учетом того, что мы рассмотрели далеко не все. Все и невозможно рассмотреть в таком видео. Так же, как невозможно раскрыть все факторы, влияющие на преобладающую руку человека или, скажем, его склонность к альтруизму, как и любую другую абсолютно нормальную личностную характеристику. Просто потому, что наша психика и поведение очень непросты. Можно сказать, что мы лишь затронули хорошо известные из тех факторов, что влияют на наши сексуальные влечения, поведение и возбуждение. Заметьте, роль воспитания в формировании сексуального влечения при этом остается крайне сомнительной, недоказанной, вступающей в конфликт с имеющимися данными. У нас нет абсолютно никаких серьезных данных, указывающих на то, что можно пропагандировать, прививать или воспитывать ориентацию, вопреки представлениям чудовищно некомпетентных людей, что принимают законы в России. Впрочем, ничего нового. И даже если на секундочку представить, что некая пропаганда сексуальной ориентации действительно влияла бы на предпочтения людей, то возникает вопрос: и что с того? Разве это плохо? Ведь тогда необходимо признать главенство гетеросексуальной пропаганды вокруг нас. Почему ее никто не предлагает наказывать? Разве от этого гомосексуальные люди становятся неправильными? Разве это лишило бы их базовых прав человека? В общем, позиция преследовать за то, что мы считаем пропагандой, непоследовательна в самом своем корне. Большинство гетеросексуалов никогда не задумывалось о том, выбирали ли они собственное влечение и возбуждение, но при этом многие гомонегативисты предполагают, что это является выбором. Ведь в таком случае гомофоб считает, что ненавидит человека не просто за его совершенно нейтральную личностную характеристику, а за его намеренный выбор этой характеристики. Я-то, конечно, не гомофоб. Я просто осторожный, когда контактирую с подозрительными людьми. Недавно вот такой парень слащавый попался. Я бы, конечно, геям не советовал проявлять чувства на людях. Все эти поцелуи, мужики, идущие под руку, неприятно, просто неприятно. К детям их допускать тоже не стоит. Ограничения на определенные работы вести. Вообще раньше такая хорошая статья была, которая бы сразу у них отбила все желание вот это на людях показывать. За мужеложество. Ну а тех, кто захочет, можно попробовать лечить. Я слышал, электросудорожная терапия очень хорошо помогает. А кто не захочет, того заставим. Но я, конечно, не гомофоб, вы не подумайте, нет. Я ни в коем случае. Помимо оправдания антигуманных законов и своей ненависти, еще одна причина очень странного желания, вопреки имеющимся свидетельствам, считать сексуальную ориентацию выбором или следствием воспитания – вера в конверсионную терапию. Подход, предлагающий изменить сексуальную ориентацию человека через волевые усилия, обучение, подкрепление и очень странную социализацию. Исходя из приведенных ранее данных, звучит крайне неправдоподобно. Но вдруг тут есть зерно истины, и ориентацию действительно можно сменить. Вы помните, как впервые ощутили сексуальное влечение? Этим может похвастаться очень немного людей, но если вы помните, поздравляю. Для остальных же просто предлагаю представить. Вот вас что-то привлекает в человеке. Вы не до конца осознаете, что именно, но чувства переполняют вас. Тело реагирует соответствующе. Вам неловко, наверняка есть небольшой мандраж, неуклюжие разговоры, возможно, переписка. Проходит какое-то время, и вы счастливы проводить свой досуг с этим человеком. В конце концов, все, что вы ощущаете, приводит вас к пониманию. Вы человек с определенной ориентацией. Наверняка это очень милое переживание. Фактически, вы прошли через проявление всех 4 компонентов сексуальной ориентации – влечение, возбуждение, поведение и идентичность. Проблема в том, что ориентация может оказаться неправильной. Неправильной по мнению вашего окружения. И вот все ваши милые и теплые чувства превращаются в обузу. Вы неправильный человек, с вами нужно что-то делать. Но что? Может, поговорить? Такое дурачество рано или поздно прекратится, да и вообще, несерьезно все это. Но нет,
для вас все остается совершенно серьезным. Есть люди, они помогут. Ой, простите, это, видимо, из альтернативной вселенной. Многие люди полагают, что гомосексуальность – неприемлемая ориентация, чуть ли не болезнь или извращение. В предыдущих частях мы посмотрели на позиции различных международных научных организаций, объясняющих, почему это не так. Но какие-то ученые – это те, кто вряд ли переубедит закостенелого в своих взглядах человека. Ну вы же яйцеголовые, умные все. Чего вы плачетесь? Так что, увы, попытки изменения ориентации пропагандируются и сегодня. Целый ряд, как правило, околорелигиозных организаций, даже на территории бывшего СССР, предлагает свои услуги по переориентации и так называемому наставлению на путь истинный. Конверсионная или репаративная терапия предполагает, что ориентация может быть изменена через преобразование или исправление, что бы это ни значило. Ее сторонники говорят о негетеросексуальности как о чем-то сломанном, как будто неправильная ориентация – это что-то вроде неработающего двигателя, которому просто нужен механик. Заявляется, что такое изменение ориентации может быть достигнуто путем некого воздействия на поведение. Однако у сегодняшней науки есть однозначный взгляд на попытки таких исправлений. Видите этот список? Здесь представлена лишь малая часть национальных и международных профессиональных организаций, связанных со здоровьем человека. Организаций, однозначно и твердо заявивших, попытки изменить сексуальную ориентацию бесполезны и не несут ничего, кроме проблем с ментальным здоровьем для людей, столкнувшихся с конверсионной терапией. Как видите, их, как минимум, не 2,5. Поэтому особенно забавно слышать гомофобов, утверждающих что-то вроде вообще-то APA убрала геев из списков больных из-за давления гей-лобби. Да, осталось объяснить, что это за такое мощнейшее гей-лобби в консервативной Америке 70-х и почему все прочие мировые организации с течением времени пришли к тем же выводам. В любом случае, каждая из таких профессиональных организаций заявила о недопустимости попыток изменения сексуальной ориентации, заявила на основании своего анализа имеющихся научных данных. Систематические обзоры научных работ о самых разных формах конверсионной терапии заключают, что нет доказательств того, что ориентацию человека можно изменить. Такие заявления в лучшем случае базируются на сообщениях членов религиозно-консервативных организаций, в то время как серьезные работы с тщательным анализом и контролем показывают невозможность изменения сексуального влечения человека. Как правило, на подобную терапию попадают люди, находящиеся в уязвимом положении. Например, те, кто живет в авторитарных условиях и подчинен кому-то, вроде военнослужащих, или люди, сообщающие о большой роли религии в их жизни. Эту их особенность и используют различные консервативные организации, обещающие гетеропереход. Но с чем действительно сталкиваются люди по окончании попытки смены сексуальной ориентации? Как минимум, мы можем наблюдать большую частоту возникновения тревоги, ненависти к себе, низкую самооценку, изоляцию, депрессию и суицидальные мысли. Исследование канадских гомосексуалов, прошедших через конверсионную терапию, вообще показало, что около трети из них совершали хотя бы одну попытку суицида. О количестве тех, кто свел счеты с жизнью, мы не узнаем. Вместо принятия себя такие люди попадают в среду, где их патологическая ненависть к собственным чувствам лишь подкрепляется и даже навязывается. Есть сведения о злоупотреблении психоактивными веществами в этой группе людей.
Также приводятся данные и о большей распространенности своего рода затворничества, изоляции среди прошедших через подобные практики. Чувство того, что люди потеряли годы своей жизни на непринятие собственного «я», даже звучит ужасно и страшно представить, как это переживают. Суть одна. Самые качественные и строгие научные работы свидетельствуют лишь о том, что ничем хорошим попытки изменить свое влечение не заканчиваются. Так, ну где-то тут, ну должно быть. Должно. Они не могли это спрятать. Нашел! Они ссылались только на свои строгие исследования. Ну вот же! Геи стали натуралами! Да, работы, показавшие успешный гетеропереход, есть. Как правило, их публикуют те самые религиозные организации или выборки формируют из людей, прошедших через них. Самая известная из таких работ принадлежит Спицеру, опубликована в 2003-м. Там опросили людей, прошедших через репаративную терапию. Опросили их по телефону. Вы представляете? Вот есть у нас человек с гомосексуальным влечением. Стигма давит на него так сильно, что он готов пойти на что угодно, лишь бы избавиться от этого влечения. Он проходит конверсионную терапию, где в течение многих десятков часов его убеждают, что при помощи Бога, воли или привычки он может избавиться от ненавистного ему влечения. И вот, пройдя через все это и будучи вовлеченным в деятельность организаций, что занимались таким лечением, его спрашивают: избавились ли вы от своей гомосексуальности? Ну и что должен ответить человек? Разумеется, он говорит: ну да. Вообще, в социальных науках это отдельная проблема – искажение социальной желательности. Это когда во время опросов люди стараются отвечать так, чтобы их ответы благосклонно рассматривались другими членами общества. У Спицера 200 таких человек сообщили, что сместились минимум на 10 пунктов по 100-бальной шкале в сторону гетеросексуальности. В этом и состоит суть работ, которые якобы подтвердили возможность смены ориентации. Да, они базируются на самоотчетах лишь о сексуальной идентичности, когда очевидно, что самоотчет идет от человека, заинтересованного в определенном результате, не говоря об иных чудовищных ошибках в методологии, присущих подобным работам. От отсутствия фильтра тех, кто повторно отвечает на вопросы, до отсутствия контрольных групп. В них попросту нет научной строгости. Но, знаете, в науке, настоящей науке, как и в жизни, действует одно очень важное правило. Если у тебя есть основания полагать, что человек говорит неправду, особенно заинтересованный человек, и особенно в самоотчете, то одним его словам лучше не доверять. Но как проверить? Вспоминаем самую первую часть, где мы рассматривали методы изучения сексуальной ориентации. Благо, их существует немало. Есть и плетизмография полового члена, когда мы измеряем приток крови при демонстрации различных эротических стимулов. Буквально научная фалометрия. И вы не поверите, но такие измерения проводили еще в 60-х и 70-х. Результаты одни. Заявления людей о переориентации не подтверждаются фактическими измерениями их возбуждения. А теперь проверим, насколько ваши слова соответствуют вашему физиологическому возбуждению. Пожалуйста, смотрите на экран. Старые монашки, черт! К слову, сам Спицер вовсе не злодей, он просто совершил ошибку. В 2012 году он извинился за то, что мог ввести стольких людей в заблуждение о возможности смены сексуальной ориентации. Его можно понять и простить, особенно с учетом того, что именно с его подачи APA в 70-х все же исключили гомосексуальность из списка болезней. Спицер пояснил, что знал о проблемах своей работы еще до публикации, знал о том, что были заинтересованы активисты, знал, что ответы на вопросы по телефону о чувствах людей, которые они испытывали много лет назад, не могут быть правдивыми. Просто он был мейнстримный бунтарь. Изначально его работа вообще не прошла рецензирование, то есть проверку другими учеными, но благодаря имени Спицера его знакомый все же опубликовал ее в своем журнале. Позже Спицер даже хотел опубликовать опровержение,
Однако редактор отказался, возможно, потому что тогда бы пришлось самому заявить о том, что работа не рецензировалась. В общем, исследование не выдержало проверки на научную строгость. В конце концов, оно стало причиной одних из самых тяжелых сожалений в жизни Спицера – единственным профессиональным раскаянием. Во время беседы с человеком, прошедшим в подростковом возрасте репаративную терапию, что впоследствии чуть не привело к его суициду, на вопрос о том, что Спицер думает о своих критиках, он ответил: «Оглядываясь назад, я должен признать, что критика в значительной степени верна. Полученные данные можно считать доказательством того, что говорят об этом те, кто прошел терапию, но не более того». Сегодня некоторые из бывших сторонников репаративной терапии признали ее лженаучность. Другие же сосредоточили свои усилия не на переориентации, потому что даже они увидели, что это безнадежно, а на помощи гомосексуалам в том, чтобы жить в условиях постоянного ограничения собственной сексуальности. Жить, ненавидя себя за то, что является совершенно нормальным. С этической точки зрения это чудовищно. Но если такова воля взрослого человека, то мы мало что можем сделать. Разве что посоветовать нормального психотерапевта. Проблема в том, что слишком часто в подобие конверсионной терапии вовлекаются дети. Зависимо от взрослых, неосведомленные о последствиях подобных попыток изменить себя, эмоционально уязвимые, дети могут даже согласиться с тем, что их проявляющиеся чувства ненормальны, и будут готовы пойти к религиозному психологу, по рекомендации родителей, разумеется. Зачастую христианские психологи, в том числе и в странах бывшего Союза, понимают, что если они напрямую будут пропагандировать возможность смены сексуальной ориентации, то лишь продемонстрируют свой непрофессионализм и профнепригодность. Подразделение ООН, занятое защитой прав человека на основании анализа имеющихся данных, прямо призывает запретить конверсионную терапию, так как она нарушает базовые права человека. Но мы не рассматриваем здесь юридическую сторону вопроса. Сами ведь знаете, что скажут на это многие гомофобы. Права человека – это выдумка леваков. В настоящем мире кто сильнее, тот и прав. В некоторых странах уже приняты или поощряются законы, запрещающие квалифицированным специалистам заниматься конверсионной терапией. Особенно это касается несовершеннолетних. За это банально могут лишить врачебной лицензии, так же, как и за какой-нибудь экзорцизм, призванный изгнать духа гомосексуальности. And all sexual perversion. По силе своих доказательств экзорцизм и конверсионная терапия стоят на одном уровне. Более того, экзорцизм является одной из практик конверсионной терапии, наряду с такими воздействиями, как электрошок, направленный на гениталии, концентрация на травматическом опыте, корректирующий изнасилование или какой-нибудь гипноз. Гомосексуализм. У нас считается, что в девушку вселился джин-мужчина, и он типа влюбился в эту девушку, в которую вселился, и поэтому он не дает этой девушке влюбиться в другого мужчину. И у нас есть специальные обряды, которые делают вот эти избиения палками, еще какими-то способами. Они продолжаются до того, пока человек не начинает признавать, что да, типа я джин. Им приходилось говорить: да, я джин, я вселился, чтобы они просто отстали. Так даже среди российских специалистов в сфере ментального здоровья, где, увы, все еще крайне много некомпетентных людей, есть профильные организации вроде Российского общества психиатров или Независимой психиатрической ассоциации России, которые разделяют позицию международного научного сообщества по этому и другим вопросам.
Таким образом, любой специалист, пытающийся изменить сексуальную ориентацию, не просто практикует лженауку, он нарушает профессиональную этику, что чревато репутационными потерями. Поэтому люди с психологическим образованием, верящие в возможность смены сексуальной ориентации, могут не только заявлять об этом публично. Лечим. С гарантией лечим. Это полное отклонение. Так не должно быть. Но и скрывать это шаманство под общими словами вроде «они движимы личными желаниями, гормональным влечением и откровением, которое само по себе неплохо, но не способно изменить характер», или «восстановите гармонию со своей женской или мужской природой», или «нередко как у парней, так и у девушек размыто понимание любви», или «тренинги навыков взаимодействия с противоположным полом в рамках библейской культуры и этики». Ну, вы поняли. Исследования подростков, родители которых хотели повлиять на их сексуальную ориентацию самостоятельно или через отправку детей к терапевтам и религиозным лидерам, показали, что такие дети во взрослой жизни сталкиваются с серьезными последствиями. Суицидальные мысли и даже попытки свести счеты с жизнью, депрессия, соответственно, меньший уровень образовательных достижений и доходов в дальнейшей жизни, давление из-за неправильного сексуального влечения в раннем возрасте преследует людей значительную часть, если не всю их жизнь. Негативное влияние на психическое здоровье может иметь самые разные исходы, вплоть до такого, при котором человека не станет. Родители, пытающиеся починить то, что не сломано, даже и не подозревают, что на самом деле ломают жизнь своим отпрыскам. Многим из них понадобится психологическая помощь, чтобы справиться с посттравматическим расстройством. Таким образом, нет доказательств того, что попытки изменить сексуальную ориентацию могут увенчаться успехом. Но есть огромное количество свидетельств того, что сами такие попытки чудовищно вредят людям. Единственное, что нужно менять, это практику, при которой совершенно здоровым мужчинам и женщинам внушают их неестественность, болезненность, ошибочность их существования. Все имеющиеся свидетельства, рассмотренные в предыдущих видео, и тот факт, что конверсионная терапия попросту не работает, указывают на то, что сексуальная ориентация устойчива к социальным воздействиям вроде обучения и подкрепления. Пытаясь починить то, что не сломано, вы, скорее всего, это сломаете. Единственный правильный вариант – это чинить свое отношение к негетеросексуальным людям. Это то, что действительно нуждается в проработке, особенно если вы гомонегативист. Откуда тогда берутся эти удивительные представления о том, что сексуальная ориентация – это следствие воспитания, которое можно изменить? По большому счету, из 3 источников. Итак, 3 лжи о сексуальной ориентации. И по каждой из них мы проедемся на очень агрессивной резине с серьезным научным протектором. Будьте осторожны. Чтобы не получить травму головы от количества фейспалмов, я рекомендую надеть вам шлем. Первая и самая главная ложь описывается шуткой «ученый изнасиловал журналиста». Пытаясь найти компромисс между точностью и доступностью широкой публики, журналисты могут перевирать, неверно истолковывать или даже намеренно искажать информацию. Возьмем в пример статью 2019 года, что я как-то разобрал. В ней при помощи полногеномного поиска ассоциаций изучали сексуальное поведение. Итог – ученые не нашли одного гей-гена, что для людей, знакомых с темой, не новость, по крайней мере, десятилетия, так как генетический вклад в сексуальное поведение не определяется одним геном, как и у любого полигенного признака. Авторам также удалось при использовании довольно специфичной методики обнаружить генетические факторы, объясняющие от 8 до 25% различий в сексуальном поведении. 2 простые вещи. Одного гена нет, есть свидетельство генетического влияния. Все.
Но журналисты-желтушники не были бы собой, если бы не начали штамповать заголовки в духе «Ученые не нашли причин гомосексуальности» или «Геями не рождаются, их воспитывают». То есть мало того, что было проигнорировано изначальное заявление, вынесенное даже в заголовок статьи об изучении сексуального поведения при игнорировании 3 других компонентов сексуальной ориентации. Мало того, что журналисты, видимо, ввиду отсутствия знаний, посчитали, что средовые факторы — это именно воспитание, хотя все самые сильные свидетельства, что у нас есть, указывают именно на среду внутриутробного развития. Мало того, что авторы статьи сами предостерегли от подобных искажений и неверных интерпретаций, некоторые журналисты умудрились вообще придумать то, чего в работе не было от слова «совсем». Разумеется, это касается не всех изданий, но в подавляющем большинстве суть конкретной работы была искажена просто до неузнаваемости. Это не говоря про то, что у профильных специалистов появились вопросы к работе, вроде того, что в действительности анализ проводился на данных, полученных от людей в самоотчетах. Если человек отвечал, что хотя бы раз в жизни у него был гомосексуальный опыт, то он автоматом заносился в группу «гомосексуальное поведение», что, как мы знаем, из самой природы сексуальной ориентации вовсе не характеризует человека как гомосексуала. Авторы также странно сравнили данные от таких негетеросексуальных мужчин с данными от негетеросексуальных женщин, хотя, согласно имеющимся эволюционным моделям, подтвержденным для западных культур, например, антагонистичным генам, логичнее было бы искать связь между андрофилией и гинефилией, в общем, независимо от пола. Так же, как и их метод просто не позволял им сделать выводы о континууме сексуальной ориентации, которые они сделали. В общем, в этой области еще предстоит очень много работы над ошибками. Однако такие вещи попросту не приходят в голову тем, кто составляет подобные желтые заголовки. Другим примером известных погонь за сенсациями там, где их нет, можно назвать искажение вокруг статьи Лизы Даймонд. В 2016 году эта яркая исследовательница опубликовала работу, где описывала изменения сексуальной идентичности женщин в течение их жизни. Например, в один период женщины могут считать, что они бисексуальны, но по прошествии времени их идентичность становится исключительно гомосексуальной. И наоборот. Some of the women who started out as lesbian ended up falling in love with their male best friends and getting involved with them. Some of the women who were predominantly bisexual then ended up switching to be exclusively lesbian. And I just found that there was a lot more flexibility in women's sexuality than most of the literature at that time had. Такие изменения идентичности происходят у многих женщин, но их средняя величина является небольшой, около 1 балла по шкале Кинси. То, что называется флюидностью сексуальности. Широко известное явление, ведь, как мы помним, в отличие от сексуального влечения и возбуждения, идентичности и поведение могут меняться, например, из-за принятия или непринятия своих чувств, связанного, как правило, с силой общественной стигмы или новым опытом. Подчеркну, флюидность сексуальности — это не про изменение сексуальной ориентации, это про сексуальную идентичность. В общем-то, ничего нового, опять же, для людей, знакомых с темой. Но желтушные СМИ не были бы собой, если бы не переврали суть. Гомосексуалами не рождаются, ученые опровергли главный довод ЛГБТ-сообщества. Сексуальная ориентация — вещь непостоянная. Фем-ЛГБТ-активистка опровергла и так далее и тому подобное. Ну, вы понимаете, насколько компетентные люди составляют такие чудные тексты. Сама Лиза в ответ на вопрос о том, что она чувствует, когда профаны пытаются использовать ее работу для поддержания дискриминации негетеросексуальных людей, в том числе и в судебных делах, сказала: I was rather distressed by it, as you might imagine, and I had the chance to, file briefs saying that I disagreed with that point of view. But when it came down to it, the sort of fixedness, the immutability of sexual orientation, this notion that, we deserve these rights because we're born this way, that has actually not played
really any significant role in any of the judicial rulings on the rights of LGBT individuals. Так что желтушные журналисты и профаны, не понимающие сути тех или иных явлений, описанных через научные статьи, это довольно распространенная проблема. Такие искажения регулярно появляются в сети, в СМИ, но стоит понимать, что большинство из них носит ненамеренный характер. Не стоит искать злой умысел там, где все можно объяснить банальной человеческой глупостью. Чего нельзя сказать о нашем следующем источнике лжи. Если в предыдущем случае мы говорили скорее о халатности, то тут речь идет уже о преступной дезинформации во имя поддержания правильной идеологии, как религиозной, так и политической. Будь это какая-нибудь консервативно-христианская организация или усилия госпропаганды, направленные на подчеркивание различий между прогнившей западной культурой и традиционным скрепизмом гетеросексуальной семьи. Борьба с традиционными ценностями под видом борьбы за права человека. Родина, свобода, Путин! Такую Россию ты выберешь. Реши будущее страны. Эрозия нравов, порожденная за океаном, размывание института брака. Неужели так должна выглядеть детская? Им нужно запретить донорство крови, спермы, а их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать как непригодные для продолжения чьей-либо жизни. Как видите, в ход идет все. В более широком смысле пропаганда против ЛГБТ – это кусок антизападной пропаганды в целом. Обычный популизм. Не зря все это преподносится под соусом «нам навязывают ЛГБТ-лобби, вирус толерантности» и прочие перлы приближенных к власти людей. С национальными элитами борются так называемые глобалисты, которые что делают? Именно вот эту вот содомию и несут во весь мир. И с помощью этого инструмента содомии продвигают порабощение других народов и стран. Они выступают как проводники гей-лобби. Низкая левацкая часть американского общества поддержала вот эту кампанию. Для нашего национального самосознания, для того, чтобы эта мерзость, по крайней мере, не вешалась нам публично. Европа — это авторитарный концлагерь, где голубая секта диктатуру устроила. Старый как мир прием, игра на ксенофобии, восприятие всего чужого как неправильного, неприятного и опасного. Берем самую большую группу людей, объединенных по какому-нибудь признаку, например, гетеросексуальности, и рассказываем ужасы, которые их ждут, если они примут группу с иным признаком. Выделяем слабое меньшинство, демонизируем его, после чего обещаем защиту нации от этой выдуманной угрозы. Ничего не напоминает? Nein. В смысле, нет. Все это эксплуатация так называемого внутригруппового фаворитизма, особенности нашей психики, из-за которой мы делим людей на группы, отдавая предпочтения и распределяя ресурсы, разумеется, в пользу своей группы. Этот фаворитизм был обнаружен даже у маленьких детей, причем неважно, насколько обоснованным является подобное разделение на группы, или то, насколько значимы признаки такого разделения. Ведь даже если исследователи распределяют людей по группам случайным образом, то есть по признакам, не имеющим никакого смысла кроме рандома, мы все еще наблюдаем фаворитизм. Вероятно, простого членства в группе вроде арийцы или гетеросексуалы самого по себе уже достаточно, чтобы вызвать устойчивый фаворитизм, даже если никакой конкуренции с неарийцами или негетеросексуалами не было и быть не может. Все эти медийные кампании, направленные против гомосексуалов, это попытка примитивно манипулировать особенностями человеческой психики. Забавно, что подобная государственная анти-ЛГБТ-пропаганда может приводить к противоположным от ожидаемых результатам.
Так, благодаря гражданской активности, сплоченности про-ЛГБТ-групп, например, после принятия дискриминационных законов, проблемы негетеросексуалов становятся заметнее, привлекают внимание международного сообщества и чаще обсуждаются. Впрочем, так бывает далеко не всегда и не везде. Да и сама жизнь в стране, где и так не соблюдают права человека, редко становится лучше, если вводят новые ограничения этих прав. Ксенофобию слишком просто использовать в своих целях. Защитим нацию от извращенцев, укроем родину от западного влияния. Именно поэтому подобные пропагандисты стремятся представить гомосексуальность не как личностную характеристику, сексуальную ориентацию человека, а как некую идеологию, которой необходимо противостоять и которую можно изменить, привить правильную. Раньше у них был идеология мультикультурализм, а теперь идеология гомосексуализм. Но это главное. И феминизм. Но феминизм это там уже обязательно. давно. Это идет рука об руку. И не подумайте, что это болезнь только российской пропаганды. Она касается всех политиков, делающих ставку на консерватизм. Они, по сути своей, разыгрывают карту ксенофобии перед потенциальным электоратом. Что фанатики Советского Союза, предлагающие вернуть статью за мужеложество, что современные националисты, как, например, лидер Польши Анджей Дуда, позволивший себе сравнение некой идеологии ЛГБТ с коммунистическим режимом, To jest ideologia, nic innego. заявив, что ЛГБТ несет больше опасности. Аналогичная ситуация и в Венгрии и какой-нибудь Бразилии. Защитим нацию от квир-угрозы. Все это одна и та же ксенофобия под разным соусом. Консервы. Консервы никогда не меняются. Неважно, какие консервы ты ешь. Красные консервы, коричневые консервы, да хоть консервы имперского производства. Вкус-то всегда один. Предрассудки. В смысле, вкусутки. Консервы. Консервы никогда не меняются. К сожалению, находится немало людей, что ведутся на подобные популистские манипуляции. Стоит ли их винить, ведь мало кто может противостоять этому багу психики, ксенофобии. Может, стоит просвещать таких людей? Я белый гетеросексуальный мужчина, православный христианин, патриот своей страны. Сейчас как бы пропагандируется либерастами всевозможные там свобода, там, я не знаю, быть кем хочешь, да, там, а она, эта свобода людей приводит к погибели, которая заканчивается гиеней огненной. Боюсь, шансы на успех невелики. Hello, darkness, my old friend. Третий и самый авторитетный источник лжи – это консервативные исследователи-гомофобы, которых выгнали из всех профильных организаций, потому что те не умеют в науку, и они пустились во все тяжкие. Яркий пример такого горе-исследователя – какой-нибудь Пол Кэмерон. Его выгнали из Американской психологической ассоциации за то, что тот рассказывал сказки о гомосексуальных террористах, перевирал научную литературу, допускал систематические ошибки и искажения в интерпретации любых научных данных касательно гомосексуалов и прочие нарушения. Как минимум 4 крупнейшие организации исследователей, социологов и психологов публично открестились от Пола, но он не унывал и открыл свой очень научный институт, сегодня носящий название «Институт исследования проблем семьи», и стал штамповать научный bullshit, публикуя его в журналах, принимающих вообще все статьи за деньги. Более подробно вы можете ознакомиться с этим удивительным, поистине удивительным персонажем, перейдя к видео по подсказке. К этой же категории научной чуши можно отнести исследователей, которым просто заплатили, сразу оговорив, какие в работе должны быть результаты. Как пример, уже набивший оскомину людям, знакомым с темой, Марк Регнерус, социолог из Техаса.
В 2012 году, после щедрого финансирования в $790 тысяч от двух известных своими крайне консервативными и религиозными взглядами центров, он опубликовал работу, результаты которой якобы указывали на то, что дети, растущие в семьях гомосексуальных родителей, менее успешны в своей жизни, чем дети, растущие в семьях гетеро. Удивительное совпадение, ведь согласно попавшим в сеть документам, спонсоры еще до начала исследования огласили то, каких результатов ожидают от юного социолога. В частности, им нужны были данные, на которые можно ссылаться, чтобы не допустить расширения прав гомосексуалов. И знаете что? Результаты совпали. А как ж так вышло? В свою очередь, исследования, проведенные без конфликта интересов, в которых не было обнаружено методологических ошибок, выполненные еще в 2000-х, показали, что дети, воспитанные в гомосексуальных семьях, при прочих равных не отличаются от таковых, воспитанных гетеросексуальными родителями. Уже спустя всего лишь месяц после публикации работы Регнеруса в журнал, что ее и опубликовал, пришло письмо, подписанное 150 ученых, которые задавали очень правильные вопросы. Почему такая разница в результатах? Что за странные выборки? Почему такой расплывчатый опрос? Как он вообще анализировал участников? Ответы нашлись довольно быстро. Во-первых, выборка Марка формировалась по желанию левой пятки. Иначе говоря, без всяких строгих, присущих научной работе критериев. Так, туда попали даже совсем явные шутники, вроде 25-летнего мужчины, якобы проживавшего с его гомосексуальными родителями, и также имеющего рост около 230 сантиметров при весе 40 килограмм и 8 детьми от 8 различных браков. Во-вторых, это сами опросники, результаты которых не только не были отфильтрованы, но еще и неверно интерпретированы. Так, после анализа работы Регнеруса на кафедре его же университета был составлен отчет, из которого следовало, что Регнерус намеренно разработал опрос для включения строго определенного сочетания структуры семьи и ориентации родителей. То есть еще на стадии сбора информации опрос был составлен для того, чтобы показать якобы отрицательные последствия воспитания в гомосексуальных семьях. Так, в работе лишь 2 из более чем 200 приведенных случаев детей, якобы живших в гомосексуальных семьях, собственно, прожили в этих семьях все свое детство. Во всех остальных случаях речь шла про распавшиеся семьи и ограниченный опыт контактов с обоими родителями. Но они не попали в отдельную группу, и их сравнивали с полными гетеросексуальными семьями. Примерно треть детей из группы «гомосексуальная семья» вообще никогда не жили с гомосексуальными родителями. В общем, с методологической точки зрения, совершенный кавардак. И в-третьих, это, собственно, неверные выводы на основании неверной методологии. В повторных исследованиях, основанных на выборке Регнеруса, где были верно классифицированы типы семей респондентов, а явные анкеты шутников исключены, оказалось, что даже в его предвзятых данных нет различий между типами семей. Волнует ли это тех, кто и по сей день приводит работу Марка, несмотря на все опровержения от настоящих ученых? Не очень! Все эти и многие другие очевидные проблемы были проигнорированы Марком. В конце концов, даже его кафедра социологии Техасского университета опубликовала заявление, посвященное данной работе, которую назвали фундаментально ошибочной по концептуально-методологическим причинам. Вишенкой на торте всего этого безобразия является свидетельство того, что очень нетипичные сроки сбора информации для исследования и его подачи в журнал, как и публикации, позволяют предположить намеренное нарушение процедуры рецензирования. Впрочем, подобная недобросовестность лишь ударила по репутации научного журнала, а работа Марка из-за чудовищных ошибок никогда не воспринималась профессиональным сообществом всерьез.
Регнерус, исказивший результаты работы, Кэмерон, регулярно и намеренно профанирующий науку в силу чудовищной предвзятости, как и подобные им фигуры, это объекты поклонения гомонегативистов, пытающихся играть в науку. Буквально святые мощи. Если с точки зрения сохранности общества, то тогда вот я переводил статью года 3 назад Марка Регнеруса. Его за это дело гомосексуальное лобби возбудило уголовное дело. Его чуть не посадили, если бы Нью-Йорк Таймс, авторитетное издание, которое полностью без купюр опубликовало его исследование, и исследование было проведена экспертиза многопрофильная, и оно признано научным. Не очень! Подобных им используют и машины государственной гомофобной пропаганды, приглашая к обсуждению политических вопросов, и консервативные СМИ, готовые дать голос любому, кто готов разделить их заблуждения. Они, как один, кричат о том, что ЛГБТ-лобби захватило науку. Там нет правды, это проклятая леволиберальная фикция. 99% исследований по этой теме лгут, и лишь 0,1%, что по случайному совпадению нравится мне и моим соратникам, это истина. Вот только если человек ударяется в теории заговора, то мои полномочия на этом все. У меня нет образования психиатра. Это истина, истина в последней инстанции. Пожалуйста, послушайте, я говорю вам правду. Леволиберальная наука! Большую часть прошлого века подобные Кэмерону специалисты, опираясь на изначальную ненаучную веру в то, что гомосексуальность является отклонением, занимались тем, что всеми возможными способами создавали данные, призванные подтвердить эту веру. Это была круговая форма логики, которая и привела к созданию ныне устаревшей литературы, используемой для патологизации целой группы людей, которые, как мы сегодня знаем, совершенно не больны. Именно эти три главных источника лжи – причина дезинформированности общества. Они породили множество заблуждений насчет сексуальной ориентации человека. Например, гей вербует детей в свои ряды. Сюда относятся все утверждения о социальном влиянии, будь то соблазнение молодого, наивного человека пожилым гомосексуалом, воспитание ребенка в негетеросексуальной семье или вера в конверсионную терапию. Риторика не меняется со второй половины 20 века. Подобные заявления базируются на гипотезе воспитания. Их многократно озвучивали различные антигомосексуальные активисты вроде Аниты Брайант, которая с 70-х, активно используя свою медийность, разбрасывалась жемчужными фразами вроде Анита возглавляла антигомосексуальную коалицию под названием «Спасите наших детей». Так что это очень старый пропагандистский прием – использовать детей. Пока я президент, у нас не будет родителей, один будет папа и мама. Забавно, что ее активизм скорее сплотил ЛГБТ-сообщество, в то время как она дискредитировала саму себя. Особо в этом поле дезинформации отличилась и Джудит Рейсман. Совершенно фантастическая на момент 2021-го 85-летняя дама, которая потратила большую часть жизни на войну с человеком, который умер, когда ей был всего 21 год. Человеком, который стоял в первых рядах тех, кто пробивался на научное поле сексологии через фрейдистско-психоаналитические баррикады. Альфредом Кинси. Если вы слышали заявление из разряда «Отец сексологии насиловал детей, а Альфред был всего лишь извращенцем», Кинси фальсифицировал свои данные, или сексуальное образование растлевает детей, то с огромной долей вероятности к ним имеет отношение Рейсман. Почему ее крестовый поход против сексологии поставил своей главной целью Кинси? Вероятно, по той же причине, по которой христианские антиэволюционисты выбирают своей целью Дарвина. Такие люди не понимают, что, несмотря на то, что у любой науки есть свои истоки, она не стоит на месте и все время совершенствуется. Они полагают, что если дискредитировать того, кто считается одним из основоположников, то это автоматически уничтожит все остальное. Но научное направление не имеет своей Библии.
«Происхождение видов путем естественного отбора» — это выдающаяся книга, но выдающаяся в первую очередь для своего времени. После Дарвина наше понимание эволюции сделало такой колоссальный скачок вперед, что сегодня некоторые из его предположений кажутся наивными, что ни капли не отменяет его заслуг. Впрочем, Джудит Рейсман самостоятельно не раскрывала своих мотивов, и ее тактика войны с Кинси не отличалась особой изобретательностью. Это обычная дискредитация всеми доступными средствами. Обвинения в мошенничестве, манипулировании информацией и откровенная ложь. Вроде того, что Альфред Кинси причастен к растлению 300 детей. Разумеется, эта ложь была опровергнута Институтом Кинси, что не помешало Рейсман выдвигать новые предположения касательно жизни Альфреда. Как вам такое? Кинси умер от истощения вследствие чрезмерной мастурбации. Умер от мастурбации? Это абсолютно серьезно? Я просто не знаю, как это даже комментировать. Пожалуйста, я хочу рассказывать о науке, а не о фриках. Прости, людям нужны твои страдания. Только так можно искупить дезинформацию гомофобов. Я постараюсь. Стоит ли удивляться, что, с позволения сказать, исследования, публикуемые и популяризируемые Джудит, излюбленное лакомство идеологов-традиционалистов, которое они демонстрируют в любой полемике вокруг сексуального образования. Рейсман под эгидой консервативных организаций публикует и распространяет работы с такими фееричными названиями, как «Создание гомосексуальной молодежи», «Обработка детей геями», «Эротоксические изображения стимулируют торговлю людьми», «Розовая свастика» и «История ревизионного Холокоста». В общем-то, из одних названий можно догадаться, почему ни одно профессиональное сообщество не относится к ней серьезно. Примечательно и то, что, несмотря на всю фееричность Рейсман, Министерство юстиции США в 80-х выделило ей немаленький грант на исследование эффектов порнографии. Выводы вышли, конечно, интересные. Вроде того, что вся порнография по своей сути гомосексуальна, ведь ее создают мужчины для других мужчин. Ну и вообще, анонизм — это тоже гейство, ведь в нем участвует лишь мужчина. И не поспоришь? Неудивительно, что после такого исследования его не стали публиковать, а Альфред Регнери, который и был ответственен за то, что этот грант достался Рейсман, подал в отставку. Вот что бывает, когда консерваторы возглавляют Министерство юстиции. К 2000-м состояние Рейсман усугубилось. Теперь она видела вокруг не только педофильское лобби геев, но и прямую связь с Институтом Кинси. Мало того, оказывается, что сексология в целом это не наука, потому что сексуальность нормального человека нельзя изучать, и вообще сексология есть не что иное, как хитрое прикрытие для пропаганды педофилии. Педолобби! Геи захватили науку! Гомосексуальные лоббисты! Пропаганда ориентации! Создание гомосеков! В общем, тетенька, а ныне уже бабушка, как минимум, представляет серьезный интерес для психиатров, изучающих одержимость человека бредоподобными идеями. Одной из таких идей стала выдвинутая Джудит теория эротоксинов. По ее утверждениям, при просмотре порнографии в мозге вырабатывается смесь из химических веществ, таких как глюкоза, это прямая цитата Рейсман, если что, которые и вызывают привыкание, а затем повреждение мозга и его восприимчивость к гомосексуальной пропаганде. Ох, видите, Мизулина — это не просто отдельный человек, это архетип. Вот только обычно таким людям не дают законодательную власть для уничтожения базовых прав человека. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем мы менее свободны. Конечно же, мой любимый Пол Кэмерон также неоднократно делал заявления о вербовке в гомосексуалы, равно как и различные антигей-организации, от американской коалиции традиционных ценностей до Российского центра консервативных исследований при МГУ. На повестке дня стоит вопрос освобождения человека от пола. Поэтому это политический
глобальный процесс. Это не просто некоторая ничего не значащая деталь или, скажем, мода на постгендерную политику, на первертов, содомитов, но это еще и пункт программы глобального либерализма. Тем, кто будет признавать справедливость либеральной модели, кто будет идти по пути модернизации, рано или поздно, или, может быть, не им, но их детям уж точно предстоит стать самим Кончитой Вурст. Все это стратегия маргинализации негетеросексуальных людей. Такие вещи обожают любые авторитаристы. Сталин с Гитлером не были исключением в этом плане. К слову, вопреки утверждениям Джудит Рейсман, нацистская партия не была захвачена геями. Национал-социалисты геев, мягко говоря, недолюбливали, а их выживаемость в концентрационных лагерях была даже ниже, чем у других групп, из-за соответствующего отношения надсмотрщиков. Собственно, как и коммунисты всячески криминализировали гомосексуалов. Это я так, на всякий случай, уточняю. Мало ли, вдруг кто-то верит в Холокост, устроенный геями. Я уже мало чему удивляюсь. Это я так, на всякий случай, уточняю. Мало ли, вдруг кто-то верит в Холокост, устроенный геями. Я уже мало чему удивляюсь. Нет, серьезно, это до сих пор излюбленная страшилка консервативных идеологов, что из детей сделают геев воспитанием. Пропаганда ЛГБТ. Они, два мужика, вот взяли на воспитание детей. Каких детей они воспитают, с какими ценностями? Очевидно, себе подобных. И, как обычно, в таких случаях хочется спросить. Какие ваши доказательства? Ведь, как мы знаем из предыдущих видео, у нас есть огромное количество самых сильных доказательств самых разных факторов, влияющих на сексуальную ориентацию. Гены, гормоны, белки, иммунитет, иные пренатальные факторы. Но среди них социальное влияние – это самое неубедительное, то, что не имеет никаких серьезных подтверждений. Лучшие свидетельства социального влияния базируются на устаревших донаучных работах. Так, например, распространенная в прошлом веке идея, будто гомосексуальность является результатом патологических отношений детей с родителями, следствием некой травмы, появилась из постулатов фрейдизма, постулатах, зародившихся еще до становления психологической науки. Теоретики психоанализа обвиняли отцов в эмоциональной отдаленности, а матерей в излишней строгости. Разумеется, такие психоаналитики делали выводы на основании веры в спекулятивную теорию, а не на основании систематических научных выводов, о чем мы уже говорили в части про депатологизацию гомосексуальности. Подобные взгляды в профессиональной среде были окончательно отвергнуты лишь в 1981 году после тщательного анализа имеющихся тогда данных. Затем, в 1997 Джозеф Николози попытался воскресить этот научный труп, чтобы обосновать возможность излечения гомосексуальности. We believe that trauma creates the homosexual condition. It's an attachment loss with the parents. Вообще, Николози – фрик сродни Кэмерону. Именно с его подачи конверсионная терапия сделала ребрендинг и стала называться репаративной. Помимо приверженности изначально ненаучным концепциям, он также, как и Кэмерон, занимается профанированием науки и дискредитацией всех, кто называет себя психологами. Например, участников, которых Николози включал в свои работы, он набирал в месте, которое сам же и открыл – Национальная ассоциация исследования и терапии гомосексуальности. Говорящее название ничего не скажешь. К слову, людей из этой национальной ассоциации, которые были готовы поклясться, что они перестали быть гомосексуалами, позже ловили с гомосексуальным эскортом. Другие члены кружка Николози вообще выступали с заявлениями вроде «Американская психологическая ассоциация захвачена геями-экстремистами. Все движения за гражданские права по своей сути деструктивны, а их участники умственно отсталые, не могут в критическое мышление. И чего это возмущаются черные? Им вообще повезло, что африканцы были проданы в рабство». В общем, с такими организациями, как у Николози, врагов не нужно. Друзья все сделают сами.
Как мы уже знаем, возможность изменения сексуальной ориентации – это полнейшая, несостоятельная чушь, давно опровергнутая анализом работ от различных международных организаций, занятых вопросами здоровья человека. Поэтому неудивительно, что творчество Николози по своей сути тот же фрейдизм сегодня научные организации не воспринимают всерьез. Более того, прямо называют псевдонаучным и вредным. Другая огромная проблема работы о влиянии воспитания, помимо чудовищных ошибок в методологии и предвзятости, сводящей к нулю их научную ценность, описывается как «после» не значит «вследствие» или корреляция не указывает на причины. Так люди с различным социальным опытом могут отличаться еще до того, как возникнет этот опыт. Условно, если мы знаем, что подростки, рано начинающие половую жизнь, в среднем имеют больше проблем с поведением, злоупотреблением психоактивными веществами или успеваемостью в школе, то это не означает, что проблема возникла из-за ранней половой жизни. Вполне вероятно, что такие подростки в принципе более склонны к импульсивному проблемному поведению, чем их не спешащие сверстники. Для точного обоснования утверждения, что именно ранняя половая жизнь – это источник описанных выше проблем, нужны дополнительные исследования с очень хитрой методологией и учетом уймы дополнительных факторов, поправок, связанных с различными качествами таких подростков и их семей. Аналогично и с сексуальной ориентацией. Если у нас есть какое-либо различие в опыте для гомо- и гетеросексуальных людей, то оно не доказывает роль этого опыта в формировании их влечения. Например, то, что среди гомосексуалов в конце 20 века наблюдалась большая разница в возрасте партнеров, чем среди гетеросексуалов, это не следствие вербовки геями, а следствие того простого факта, что вероятность найти партнера в своей возрастной категории у гомосексуалов была значительно ниже, чем у гетеросексуальных людей. Ведь гетеросексуальных людей больше, и на них не ложится ранняя стигма. Также есть работы, что показывают большую распространенность сексуального насилия в детстве среди негетеросексуальных респондентов. Однако сами авторы и заключают, что, по-видимому, детское гендерное несоответствие, которое часто предшествует, собственно, проявлению гомосексуальной ориентации, делает детей особенно уязвимыми для хищничества. Например, в обществах с высоким уровнем гомофобии распространены так называемые исправляющие или гомофобные изнасилования в отношении негетеросексуальных женщин. Если девочка проявляет черты, характерные для мальчиков, ее могут попытаться исправить, привить верное гендерное поведение, тем самым увеличив риск столкновения с сексуальным насилием. Сам термин «исправляющее изнасилование» впервые был применен к жительницам Южной Африки, где это преступление очень распространено. Но, разумеется, такое встречается по всему миру, и с подобным могут столкнуться также гомосексуальные мужчины, ведь гомонегативисты могут видеть в них носителей женских черт, которые могут быть подчинены при помощи изнасилования. Есть работы, посвященные таким случаям. Иное объяснение большей оценки распространенности сексуального насилия в детстве – это разница в сообщениях от гетеросексуальных и негетеросексуальных респондентов. Ведь в гетеронормативных культурах часто сексуальный опыт ребенка мужского пола с взрослой женщиной воспринимается не как сексуальное насилие, которым оно по сути является, а как проявление мужественности. Аналогичное насилие со стороны мужчины будет восприниматься как гейское, а потому замалчиваться. В любом случае, подобные данные никак не могут являться свидетельством вербовки гомосексуалов. Несмотря на все усилия анти-ЛГБТ-активистов, это все так же остается консервативной страшилкой, прямиком из прошлого века. Вообще, для такого рода активизма характерна манипулятивная, основанная в лучшем, я бы даже сказал, в исключительном случае на полуправде риторика, призванная всячески очернить огромную социальную группу негетеросексуальных людей. Поэтому следующее заблуждение, касающееся гомосексуалов, звучит как «педофилы наступают». Попытки отождествить гомосексуальность с педофилией – это почти такая же старая история, как и с вербовкой детей в ЛГБТ.
Она принимает две формы. Во-первых, риторика о том, что на самом деле гомосексуалы — это растлители и педофилы, охотящиеся преимущественно на маленьких мальчиков. А во-вторых, что если мы относимся к гомосексуальным людям с уважением и соблюдаем их права, то следующим шагом будет аналогичное признание прав педофилов. Оба этих утверждения иллюстрируют чудовищное непонимание того, что такое, собственно, педофилия. В действительности, педофилы интересуются детьми не потому, что они мальчики или потому, что они девочки. Во всех нынешних медицинских определениях педофилия не привязана к полу ребенка. Она характеризует устойчивое влечение к допубертатным людям. Это дети, вторичные половые признаки которых еще не проявились. Разница между мальчиками и девочками до пубертата с точки зрения моделей сексуального возбуждения таких растлителей минимальна. Педофилов привлекает именно слабость, инфантильность, отсутствие типичных маскулинных или феминных черт. Ориентация, например, гомосексуальных мужчин, напротив, носит андрофильную направленность, так же, как и ориентация гетеросексуальных женщин. Это влечение к мужским чертам, а не детским. И это совершенно очевидно. Если человеку важна гендерная принадлежность субъекта, его влечения, то его должны интересовать половозрелые люди с выраженными гендерными признаками. Гомосексуал по определению андрофильный. Если же человека устойчиво сексуально привлекают детские, в наименьшей степени привязанные к полу инфантильные черты, то он педофил. Именно поэтому среди осужденных растлителей наблюдается большое пересечение. Те, кто приставал к мальчикам, пристают также и к девочкам, и наоборот. Условно можно говорить о гомосексуальной педофилии, равно как и о гетеросексуальной. Однако эти понятия лишь запутывают, ведь они не характеризуют сексуальную ориентацию человека, так как большинство так называемых гомосексуальных педофилов имеют или имели гетеросексуальные отношения и идентичность. Поэтому исследователи в этой области предостерегают от использования таких путающих терминов. Также важно помнить, что не существует типичного профиля растлителя. Исследователи этих преступлений сообщают об очень разнообразных характеристиках, и это преступление с чрезвычайно высокой степенью латентности. Так что даже те данные, что есть, не отражают полной картины. Все, что мы знаем, это что чаще всего растлитель — это близкий ребенку мужчина, родственник или друг семьи, к тому же состоящий в гетеросексуальных отношениях. Поэтому тезис, будто большинство случаев растления связано с гомосексуальной ориентацией растлителя, это не просто ложный тезис, он опасный. Опасный для детей, которые неверно будут интерпретировать потенциальные угрозы. В общем, с этих позиций пытаться приравнять гомосексуальность к педофилии — это все равно, что приравнивать к ней гетеросексуальность. Педофилия — явление совершенно другого качественного порядка, завязанное на возрасте. Мы знаем это благодаря исследованиям моделей человеческого сексуального возбуждения. Абсолютное большинство растлителей мальчиков не сообщают о сексуальном интересе по отношению к взрослым мужчинам. Эти категории пересекаются в той же степени, в которой растлителей девочек привлекают взрослые женщины. Отождествление с сексуальной ориентацией лишь демонстрирует неграмотность отождествляющего, так же, как и попытка юридически провести параллель между правами ЛГБТ и правами педофилов, что-то совершенно фантастическое. В одном случае у нас взрослые дееспособные люди, находящиеся на одном уровне психосексуального развития друг с другом, действующие по договоренности. В другом – болезненная психосексуальная связь, намеренно направленная на недееспособных, незрелых детей. Каким образом можно это отождествлять? Непонятно. Кроме этого, движения, ратующие за секс с детьми, сегодня очень даже заметны благодаря интернету. И предсказуемо, среди участников таких движений преобладают вовсе не гомосексуалы, а самые типичные настоящие мужики. Даже в русскоязычном пространстве различные сообщества, прямо заявляющие о приемлемости растления, даже близко не относятся к ЛГБТ. Более того, они чаще используют те же тезисы антизападной пропаганды, что и гомофобы. Все эти типичные патриархально-консервативные идеи о том, что девочкам надо рожать, чем раньше, тем лучше.
Хотите бороться с растлителями? Пожалуйста, направьте свои усилия на переубеждение данных консервативных граждан. Но что-то мне подсказывает, что люди, кричащие о геях-педофилах, скорее разделят многие из их взглядов. Это обычная практика, когда девушка повзрослела, у нее начались месячные, ее дают замуж. Надо выросла, все, бабой стало, все вперед. А у нас сейчас, если кто девку взял раньше времени, то его в тюрьму садят. Суки. Просто суки с этой педофилией драной. Они сейчас еще не признали, что педофилия это нормально для всех. А вот через 20 лет ты будешь думать уже, ой... Растление – это огромная проблема сегодняшнего общества. И вообще на канале Smash есть отдельное видео в цикле сексуального образования. Так что рекомендую ознакомиться, если пропустили. Как вы увидели сами, за всей этой изъеденной до дыр анти-ЛГБТ-риторикой не скрывается ничего, кроме плохой науки, безответственных журналистов и религиозно-политической пропаганды. Меня поражают люди, способные игнорировать подавляющее большинство работ этой темы, основанных на качественных данных, и молиться на авторов, которых в научной сфере только ленивый не пнул. Потрясающая сила идеологических предрассудков. Причем эта анти-ЛГБТ-риторика не меняется с 70-х, но ее, как отче наш, повторяют до сих пор. Вообще есть самый простой способ обезопасить себя от заблуждений в этой сфере – элементарно сравнить утверждение оратора о сексуальной ориентации с позицией международных организаций, занятых вопросами здоровья человека. Очень просто. Вот человек. Он заявляет, что сексуальную ориентацию можно изменить или что любые проявления негетеросексуальности есть болезнь. Тут же следует сделать вывод: человек чудовищно некомпетентен или еще более чудовищно предвзят, ему нельзя доверять. Однако к какому выводу приходят консервативно настроенные граждане? Что оратор светочистенный, сияющий во тьме проклятой леволиберальной науки. Нет, серьезно, какой ЧСВ нужно иметь, чтобы думать в таком ключе? Дорогая, подойди. Я нашел информацию по этим гомикам, которые все лучшие ученые и исследователи из самых крупных международных организаций просто пропустили. Какой же я молодец! Надеюсь, теперь вам будет проще распознать ложь в этой непростой теме. 5 видеочастей мы говорили о природе сексуальной ориентации и заблуждениях вокруг нее. Последнее, что нам осталось, обсудить непосредственно права ЛГБТ-людей в свете известных нам данных. Президент Йовери Мусевени из Уганды в конце 2000-х повременил с подписью закона, направленного против ЛГБТ-людей. Он заявил, что гомосексуалы вербуют гетеросексуалов в свои ряды и что это можно успешно пресекать с помощью социальных средств, тюремных сроков. Однако ему нужны были подтверждения того, что гомосексуальность является приобретенной. Только в этом случае, как посчитал Мусевени, антигомосексуальное законодательство может быть оправданным. К сожалению, речь шла о научном подтверждении в Уганде, где, как вы понимаете, без науки проблем хватает. Мусевени, находящийся у власти с 1986 года, переплюнул даже одного местного господина, попросил краткое изложение соответствующих научных данных от Министерства здравоохранения. И то ли наука в Уганде действительно в состоянии науки первой половины 20 века, что вряд ли, то ли Мусевени обычный самодур, игнорирующий ученых, но как следствие он заявил, что сексуальная ориентация зависит от общества, и анти-ЛГБТ-закон на тот момент был подписан. Вопрос: а связаны ли права человека непосредственно с природой сексуальной ориентации? Или наука не имеет к этому отношения? Кратким ответом будет и нет, и да. Иначе говоря, все непросто. Закон, который подписал Йовери Мусевени, вскоре отменили из-за давления международного сообщества. Формально правительство Уганды оправдалось юридическим несогласованием. В этой стране и так гомосексуальные отношения преследуются уголовно, так что глобально такая отмена мало на что повлияла.
Тем не менее, этот закон – хороший пример того, как мыслят люди, размышляющие об обоснованности ограничений и преследовании других людей. Нам важно понимать, что права ЛГБТ не должны быть связаны непосредственно с происхождением сексуальной ориентации. Не должны, но они связаны. Ведь на практике люди уделяют этому вопросу большое внимание. Например, те, кто лучше осведомлен о природе гомосексуальности, демонстрируют лучшее отношение к ЛГБТ-людям. Уровень образования в принципе коррелирует с принятием прав гомо- и бисексуальных людей и меньшей ксенофобией. Это косвенно указывает на то, что с предрассудками в этой сфере можно и нужно бороться путем просвещения, распространения научного знания о природе сексуальной ориентации, донесения позиций международных организаций, занятых вопросами здравоохранения, и привития гуманистических принципов. А образование, как стоит помнить, это далеко не только про знания. В педагогике есть 3 основные категории. Это обучение, непосредственно знания, воспитание, способствующее привитию в том числе и гуманистических принципов, и развитие, следствие, собственно, совокупности изменений, происходящих с человеком в результате образования. Возможно, именно в этом дело, хотя стоит понимать, что корреляция между уровнем образования и меньшей гомофобией может и не быть причиной, а быть следствием. И, возможно, более одаренные люди в принципе менее склонны к всякого рода ксенофобии, а не образовательные достижения повлияли на них. Хотя, судя по недавним исследованиям, тут работают оба механизма. Это правда, что люди с более низкими когнитивными способностями с меньшей вероятностью будут поддерживать равные права для однополых пар. Но также верно и то, что образование, независимо от уровня когнитивных способностей, улучшает отношение к ЛГБТ. Как бы то ни было, сегодня это не вопрос того, правильно или нет, что научные исследования, хоть опосредованно, но влияют на жизнь целой группы через изменение отношения общества к этой группе людей. Ответ, конечно, нет. Права людей исходят из гуманистических принципов, а не природы личных качеств этих людей. Люди достойны уважительного отношения независимо от своей сексуальной ориентации. Однако важно понимать, что, например, социально-экологические гипотезы о природе сексуальной ориентации, те самые про геями становятся и ЛГБТ вербует, несостоятельность которых мы досконально разобрали в части про 3 лжи, требует научного разбора не потому, что отсутствие доказательств социального влияния является основанием для равных прав, а потому что это помогает убедить других. Например, демонстрация того, что тот или иной взгляд ложный, помогает избежать ненужных споров с теми, кто не разделяет ценность равных прав для людей независимо от их ориентации. Если какой-нибудь консервативно настроенный родитель утверждает, что учитель гомосексуал в школе превратит его сына в гея, стоит показать, почему такое утверждение является ложным, и что ученики гомосексуальных учителей не различаются в своей сексуальной ориентации сильнее, чем ученики гетеросексуальных. Но даже самые сильные данные, что всегда указывали на пренатальные факторы развития и наследственность, не должны служить оправданием для того, чтобы испытывать романтические чувства, разделять быт и заниматься сексом с людьми своего пола. Вам вообще не нужны оправдания, это ваше базовое общечеловеческое право. Но в то же время у нас есть факт. Наука влияет на отношение к ЛГБТ, и именно научные результаты и научные истины способствовали в свое время гуманизации политики в этой сфере и разрушению предрассудков. Однако до сих пор далеко не все люди блещут своими гуманистическими принципами. Вопрос лишь в том, а что будет, если ксенофобия победит? Если бы мы забыли о базовых человеческих правах, как делают лидеры некоторых государств, и в качестве эксперимента случайным образом выбрали бы страны, в которых ввели бы самые разные антигомосексуальные законы, после чего спустя поколения сравнили бы их со странами, где к людям относятся одинаково, независимо от их сексуальной ориентации, что бы мы увидели? Наверняка никто не скажет, но мы можем на основании имеющихся данных, в том числе рассмотренных в предыдущих частях, как минимум предположить.
Вероятно, количество мужчин, испытывающих сексуальное влечение к мужчинам, не изменилось бы и осталось на уровне от 1 из 25 до 1 из 50. Дамы же, вероятно, станут ощущать себя еще уязвимее, ведь любой контроль в сфере сексуальности, как правило, отражается и на их репродуктивных правах. Отношение к женщине как к инкубатору стало бы более распространенным. В союзе мужчины и женщины в браке рождаются дети, как минимум 3, для того, чтобы повышать численность народонаселения нашей страны. Женщины бы все так же рожали детей, которые в своей взрослой жизни проявляли однополое влечение. Как такие люди будут себя ощущать? Как вести? Предположим, что часть людей предпочтет жить безбрачной жизнью, эдакий юридический целибат. Другая часть выберет более полноценное существование, пусть и под страхом судебного преследования. Третьи даже вступят в гетеросексуальный брак из желания исправить себя или создать прикрытие. Вы представляете, как будет чувствовать себя гетеросексуальный партнер такого человека? Нежеланным, лишним, отстраненным? Едва ли получится счастливая семья. Стоит ожидать увеличения количества людей с депрессией и суицидальными мыслями. В любом случае, не очень радужное будущее. Если у вас проблемы с эмпатией, то представьте мир, в котором гетеросексуальность вне закона, например, по причине запрета на воспроизводство. Как бы чувствовали себя гетеросексуальные люди? Комфортно? Едва ли. Также у нас есть опыт правоприменения запретов на сексуальную ориентацию на примере той же Уганды. Мы знаем, что возрастает количество произвольных арестов, злоупотреблений со стороны полиции, вымогательства и взяточничества, потери работы, потери жилья. Увеличится количество нападений на гомосексуальных людей, ведь агрессоры с высокой долей вероятности не будут наказаны. Но пострадают не только гомосексуальные люди и их близкие, пострадают все. У нас есть, например, Индия, которая по оценкам Всемирного банка в год теряет миллиарды долларов по причине негативного отношения к ЛГБТ. Это последствия исключения или игнорирования негетеросексуальных людей в таких важных социальных сферах, как образование, работа, семья, здравоохранение, туризм. Сюда же относится и миграция из-за дискриминации и преследования. У нас есть сведения, полученные благодаря экономическому анализу 120 стран, указывающие на то, что степень признания обществом и гарантированные юридические права связаны с ростом ВВП на душу населения на пару тысяч долларов. Удивительно, но на основании данных из 158 стран мы знаем, что улучшение отношения к гомосексуалам в обществе всего на 1% коррелирует с увеличением ВВП на душу населения на целых 10%. Конечно, это не указывает на причинно-следственную связь, но как минимум это интересная закономерность, что дает повод задуматься. Вообще, экономические аргументы могут повлиять разве что на алчных мизантропов, ненавидящих слово «гуманизм». Но интересно было бы посмотреть на эксперимент, в котором риторику гомофоба экономически наказывали бы, например, лишая его части имущества, да хоть одежды. Педерастию нельзя принимать как норму. Раньше их расстреливали, их стерилизовали и правильно делали. Сегодня эта эпидемия толерастии захлестнула Европу. Почему-то они считаются нормальными. На каком таком основании? Дети попадают под их влияние. Пропаганда гомосексуализма. Ну, вообще, можно относиться к ним с уважением. Все-таки тоже люди. Ну, поживем, увидим, как общество их примет. Да? Так что у нас есть все основания полагать, любые законы, чьей целью является регулирование человеческого поведения, связанного с сексуальной ориентацией, дискриминацией ЛГБТ, не приводят к улучшению качества жизни не только людей этой ориентации, но и общества в целом. Жить в токсичном болоте, где у целой социальной группы совершенно нормальных людей просто нет права жить так, как живут все остальные люди, вряд ли это можно назвать хорошей жизнью. Хорошо, что мы хотя бы сегодня не двигаемся в направлении такого мира.
Права ЛГБТ все еще очень острый вопрос, что в свое время приводило и к отмене финансирования базовых исследований сексуальной ориентации человека, и к случаям, когда заявители на федеральные гранты в США просили изменить название грантов, чтобы скрыть их тему из-за тех, кто враждебно настроен к таким исследованиям. Так что стоит понимать, наука способствовала гуманизации этого вопроса не потому, что так повернулось общественное мнение, а скорее вопреки ему. Нет, вы, конечно, можете свято верить, что тайное ЛГБТ-правительство десятилетия лоббировало свои интересы, создавая леволиберальную науку для того, чтобы развратить будущее поколение! Но, как я и говорил ранее, если человек заявляет нечто подобное, то мои полномочия на этом все. Это удел скорее клиницистов соответствующего профиля. Едва ли человека, верящего в теории заговора, можно переубедить. И у нас не только содомитское лобби, вот это голубое так называемое, у нас лобби еще вампиров. Оно во многом пересекается. То есть почти все пидорасы престарелые это вампиры одновременно. Они колят младенческую кровь, чтобы лучше выглядеть, чтобы больше нравиться своим любовникам. В сегодняшнем мире, увы, представители ЛГБТ-сообщества все еще слишком часто подвергаются дискриминации. От прямого уголовного преследования вплоть до смертной казни до юридической дискриминации в виде невозможности создать однополую семью в большинстве стран мира. И это не говоря про социальную стигму. То порицание, которое ложится на плечи тяжелым грузом всем людям, заявляющим о своей нетрадиционной, нескрепной ориентации. Но прогресс есть прогресс, и он неостановим. Наука – это то, что позволяет нам жить в мире, где продолжительность жизни спокойно превышает 60 лет, где качество этой жизни лишь улучшается с каждым поколением. Мире, где мы можем смотреть в будущее и предугадывать последствия своих действий. Мире, который дает нам время осознать ответственность, лежащую на всем человечестве. Но гораздо важнее то, что мы можем понимать этот мир при помощи науки. И пусть права человека прямо не связаны непосредственно с наукой, но она также помогает нам создавать будущее, в котором будет еще меньше страданий для всех людей. Наука о человеческом поведении и психике в свое время способствовала принятию ЛГБТ-людей, депатологизации негетеросексуальности и пониманию природы сексуальной ориентации. Но не одними лишь ее силами это было достигнуто. Наука тут – это помощник, что позволяет лучше понимать мир вокруг и устранять заблуждения. Но закостенелых гомофобов она не переубедит, ведь причина их нетерпимости лежит в концептуально другой плоскости. Эти люди могут отмести любые научные данные, даже если таков мировой консенсус специалистов, ведь это всего-то леволиберальная наука. Эти люди не проявят эмпатии, ведь они даже не желают попытаться столкнуться с опытом, с которым ежедневно сталкиваются ЛГБТ-люди в гетеронормативном обществе. Эти люди не откажутся от своих предрассудков, ведь тогда им придется отказаться от части фундамента их мировоззрения, под которой они выстроили свой мир и свое окружение. Нужно иметь в виду, что несмотря на все наши усилия, науку, просвещение, гуманистические принципы, права человека, часть людей не изменится. Главное помнить, что это часть шумная, активная, но они не все люди. Я сам вырос в очень гомофобной среде и до 22 даже не задумывался о природе своих взглядов на сексуальную ориентацию. Но после знакомства с этой темой я понял, насколько был неправ, попав под влияние гетеронормативного конформизма. Я – пример человека, который может меняться, и я очень хочу верить, что таких людей большинство. Надеюсь, что понимание природы сексуальности позволит вам не только лучше понимать себя, но и людей вокруг вас, которые отличаются от вас. Вот мы и закончили нашу эпопею по изучению сексуальной ориентации. Звучит так, что некоторые неправильно могут понять, но в любом случае это последнее видео или последняя часть из цикла, посвященного нашему сексуальному влечению, возбуждению, поведению и идентичности нашей сексуальной ориентации.
Очень жарко, аномальная жара, поэтому снимаем ночью. Сложно, много шумов. Странные люди включают музыку во дворе, и это доносится сюда периодически. Тоже немножко раздражает, но в целом мы успешно записали. И раз вы это смотрите, значит, я успешно это смонтировал, успешно опубликовал на ютубе. Это довольно большое событие на самом деле. Я шел к этому ролику очень и очень долго. Даже страшно представить, сколько усилий было затрачено на столь объемную тему. Но мне давно хотелось сделать что-то по-настоящему околоакадемическое на ютубе, что-то, что включало бы в себя полноценный образовательный цикл, что-то, что необходимо для понимания какой-то базы о человеческой сексуальности. И это мой маленький вклад. Огромная благодарность всем вам, кто поддерживает меня. Без вас все это было бы невозможным. Без вас я бы вряд ли пришел к тому, к чему пришел. Огромная благодарность также Александру Гандлину, Ольге Лебедь за то, что проверили мой сценарий, за то, что внесли свои предложения, за то, что благодаря этим людям вы восприняли еще более корректную, еще более доступную информацию. Я действительно очень сильно устал от этой темы. Мне потребуется какое-то время для того, чтобы восстановиться, да. Но у меня есть давний проект, которым я уже занимаюсь, который очень личный, и я сейчас буду браться за него. Надеюсь, я как можно скорее это закончу. Ну, еще можно было бы сказать про то, что такой иллюстрацией того, сколько времени заняли одни съемки и монтаж, будет длина волос. Вы можете обратить внимание на то в первой части, в первом ролике, какая она, про введение в сексуальную ориентацию. И вот сейчас, какая она, да? Есть в этом интересная вещь. Можно так промотать на 3-часовом видео и наблюдать, как волосы отрастают. В общем, это было действительно очень долго. Надеюсь, это будет полезно. Не обязательно смотреть это видео в один заход, но оно получилось действительно очень грамотным, очень полным. И я рад тому, что в итоге получилось. Спасибо вам за просмотр, спасибо вам за поддержку и спасибо вам за то, что просто подписаны на мои каналы. Пока.